Добрый день, уважаемые участники, гости заседания. Ведущими сегодня мероприятия будем мы, студенты юридического факультета Севастьянов Алексей и Самсонова Снежана, Северо-Восточного федерального университета. Имя Михаила Николаевича Ефимовича Николаева, каторги известных региональных лидеров России, внесших большой личный вклад в дело сохранения единства Российской Федерации. Строительство федеративного государства на основе конституционных договорных отношений в период становления суверенного федеративного российского государства. Уникальность Михаила Ефимовича Николаевича в том, что он всю свою сознательную жизнь, он был лидером и первопроходцем. Именно эти качества позволили ему стать общепризнанным политиком российского и международного уровня, духовным лидером многонационального народа Республики Саха-Якутия. И в 2002 году при решении Международного биографического центра в городе Кембридже, это Великобритания, ему было присвоено высокое международное звание «Человек тысячелетия». Он сумел сохранить свое наследие, свой высокий авторитет среди всего населения. Его идеи и его сегодня продолжают работать на будущее родной Якутии. Именно его деятельности мы посвятим нашему мероприятию. Вступительное слово предоставляется координатору СДП «Пролайф», доктору юридических наук, профессору, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессору юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Александру Николаевичу Кимкимену. Күтөкүннен күндүбе студенттер бит. Мамлекет бит олорго барыгыр уруяй хал болун. Келен я саңа жылынан 2 миллиард дебин аз бидиетия туйгундор рупияны жол соргуну элбекситилери баарабын көңүлдө. Акылы билет жамбалдык да это ставны кимде токтабат. Я билем Так, я шучу, дорогие друзья. Во-первых, хотел бы отметить, что мы очень рады, что сегодня в именной аудитории нашего многоуважаемого Михаила Михайловича Федорова, доктора юридических наук, патриота, профессора, прокурора, основателя высшего юридического образования, собрались студенты различных учебных заведений. Это и Северо-Восточный федеральный университет, это и Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутский колледж инновационных технологий и так далее. И, конечно, вот та тема, которую мы сегодня избрали для обсуждения, она является сегодня очень актуальной. К сожалению, в этом году Михаил Ефимович Николаев ушел из жизни, но я должен отметить, что он прожил достойную жизнь, которая для всех нас должна быть образцом для подражания. И вот для того, чтобы мотивировать молодых людей, мы решили, что каждый из тех, кто хочет выступить с докладом, выбрал свою тематику. И в этом отношении я надеюсь, что эти доклады будут весьма интересными, и это будет в целом срез и взгляд молодежи на личность нашего первого президента, нашего духовного лидера. Как вы знаете, 13 ноября этого года наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев подписал указ об увековечении памяти первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Этот документ является глубоко содержательным, и он дает нам основания для активной работы по разным направлениям. И я думаю, что вот студенческая дискуссионная площадка «Пролайф», которая сегодня свое очередное заседание проводит, вообще дискуссионная площадка работает с 2018 года, будет одной, наверное, из таких активных площадок, где мы будем обсуждать разные направления развития нашей родной республики в составе Российской Федерации. Как вы знаете, в этом году, 12 декабря, мы вместе с вами будем отмечать 30-летие принятия Конституции Российской Федерации, и те люди, которые находятся в определенном возрасте, могут оглянуться назад, посмотреть на то, какой они путь прошли для того, чтобы реализовывать основные положения нашей Конституции, нашего основного закона. Я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев, он родился
13 ноября 1937 года в селе Актемцы Орджоникидского района, это ныне Хангаласский улус. Вы, наверное, кто-либо бывал в Хангаласском улусе, знает, что там есть большое сосредоточение различных образовательных учреждений, в том числе Малая академия наук, Николаев центр. И я думаю, что там будет в скором времени сооружен мемориальный комплекс, посвященный памяти нашего первого президента. И в молодые годы он, конечно же, рос в тяжелых условиях, потому что у него была мать уборщицей, и в малом возрасте он был вынужден вместе с матерью поехать в Жиганский район, далекий северный, и там продолжать свое обучение, закончить школу, после которой он поступил в Омский ветеринарный институт. Закончив его, приехал в Жиганский район и начал работу ветврачом, а дальше его молодежь района избрала своим первым секретарем, своим лидером. В последующем он был первым секретарем Якутского горкома комсомола, затем он учился в высшей партийной школе в городе Москве. В последующем его работа была связана с Верхневилюйским районом, где он был первым секретарем райкома партии, потом он стал заместителем председателя Совета министров республики, министром сельского хозяйства. И вот 8 декабря 1989 года он был избран председателем президиума Верховного Совета Республики 11-го созыва вслед за Юлией Николаевной Григорьевой. Ну и я хотел бы отметить, что я имел счастье и возможность работать вместе с ним 4 года, начиная с 3 января 1990 года по 1994 год. Сначала 2 года помощником председателя Верховного Совета и 2 года руководителем администрации президента. Но хочу отметить, что это были интереснейшие годы. Вообще Михаил Ефимович Николаев сам является новатором. А здесь можно мои слайды, я просил, да, чтобы тут как-то было повеселее и поинтереснее. Вот. И хочу отметить, что когда он стал председателем Верховного Совета 12-го созыва, он стал инициатором принятия декларации о государственном суверенитете нашей республики, которая была принята 27 сентября 1990 года. Данный документ был принят в поддержку декларации о государственном суверенитете России. Вы знаете, что 12 июня 1990 года был принят этот документ, который стал основой для подписания федеративного договора, для принятия новой Конституции Российской Федерации, о чем я упомянул и по которой мы сегодня живем. И хотелось бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев, принимая данную декларацию, возглавляя этот процесс, и народные депутаты республики 12-го созыва, приняв этот документ, заложили основы для принятия Конституции Республики Саха-Якутия. Данная конституция сегодня действует. Вот почему у нас есть высшие органы государственной власти. Это и Государственное собрание Ултумен, и глава Республики Саха-Якутия, и правительство Республики Саха-Якутия, органы местного самоуправления. И хотелось бы отметить, что в последующем Михаил Ефимович стал инициатором подписания федеративного договора от 31 марта 1992 года. В тот же день единственный из числа субъектов Российской Федерации, Республика Саха-Якутия, подписала соглашение по экономическим вопросам. 25 ноября 1992 года было подписано соглашение по разграничению собственности. Михаил Ефимович Николаев был создателем, основателем акционерной компании «Алроса». И алмазодобывающее предприятие сегодня является главным бюджетообразующим предприятием нашей республики. Хотелось бы отметить, что он является основателем первых международных спортивных игр «Дети Азии». В следующем году мы в Якутске уже проведем 8-е по счету международные детские спортивные игры «Дети Азии». Он является большим патриотом своей республики. Именно поэтому первый указ, который он подписал, касался развития сферы здравоохранения. Вот почему глава Республики Саха-Якутия еще в прошлом году принял решение
присвоить имя Михаила Ефимовича Николаева Национальному центру медицины. И сегодня я очень рад, что Станислав Николаевич Жирков, он отправил свое приветствие. В конце этой презентации мы это посмотрим. Я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев учредил День матери, День отца, которые в последующем были масштабированы в целом по Российской Федерации. Он был инициатором таких проектов, как «Рисуем все», «Музыка для всех». Он был, значит, инициатором такого массового движения «Знанием победишь». Он всегда старался, чтобы молодежь понимала, что именно знания дают возможность стать конкурентоспособными и востребованными людьми. И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев действительно является нашим лидером. И последующие главы республики, и президент Штуров Вячеслав Анатольевич, и президент Борисов Егор Афанасьевич, ныне действующий глава Арсений Сергеевич Николаев, продолжает тот путь, который заложил Михаил Ефимович Николаев своим авторитетом, своей любовью к своему народу. И хочу отметить, что все, что делает Михаил Ефимович Николаев, это все направлено на то, чтобы развивать нашу родную республику и развивать нашу большую родину, Российскую Федерацию. Вот видите, от имени коллектива Республиканской больницы Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева и от себя лично приветствую участников дискуссионной площадки «Пролайф», тема которой сегодня посвящена роли первого президента Михаила Ефимовича Николаева в развитии нашей республики. Я хочу отметить, что 13 ноября этого года в Национальном центре медицины мы открыли мемориальный кабинет. Также там будет Николаев-центр, где значит, наши медицинские работники будут встречаться, общаться, развивать свои творческие способности. То есть мы исходим из того, что Михаил Ефимович Николаев, он жил, он жив и он будет жить. Поэтому в наших сердцах, в наших действиях, поэтому разрешите высказать слова искренней благодарности всем тем ребятам, которые пришли в этот зал. И я надеюсь, что наша дискуссия будет очень интересной и плодотворной. Спасибо. Выражаем благодарность, Александр Николаевич. Приветственное слово предоставляется Климу Дмитриевичу Кайрекину, кандидату юридических наук, доценту, исполняющему обязанности декана на юридического факультета и заместителя декана по внеучебной работе юридического факультета и юридического колледжа. Добрый вечер. Приветствую всех участников данной дискуссионной площадки. Роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии Якутии, она большая. Михаил Ефимович был очень дальновидным президентом, внес очень большой вклад в развитие республики. Даже те проекты, которые были начаты в 90-х годах, они, как уже отметил Александр Николаевич, реализуются до сих пор. Это как игры Дети Азии, спортивные международные наши игры, да? Это как Аврос-Алмазы России, Саха. Даже было построено, в 90-е годы были построены наши социально значимые объекты, которые действуют до сих пор, товарищи. Это такие центры, как медицинский центр, да? Эль-Лейбатор, спортивный наш комплекс, да? Наш театр, Саха-театр. Вот это те объекты, которые были построены Михаилу Ефимовичу Николаеву, и благодаря его политике 90-х годов, когда доходы от продажи наших природных ресурсов шли не только в центр, да, но часть и оставалась у нас в республике Саха-Якутия. И благодаря этому были вот построены вот такие важные объекты, которые работают во благо республики Саха-Якутия до сих пор. Я надеюсь, что в ходе сегодняшней дискуссионной площадки мы узнаем очень много дополнительных фактов, и вы еще раз убедитесь в том, что роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии республики, она была очень-очень большой и дальновидной. Даже вот в 1996 году Михаил Ефимович Николаев придал статус английскому языку как рабочему языку в республике Саха-Якутия. Вот. Желаю всем участникам
данной конференции, дискуссионной площадки, плодотворной работы. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Дмитриевич. А мы продолжаем говорить о Михаиле Ефимовиче Николаеве, а также о развитии Республики Саха-Якутия и Российской Федеративной Государственности. Напоминаем, что выступающие должны придерживаться временных рамок во время своего выступления. Приглашается студент первого курса исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Петров Сергей Нестерович. Тема его доклада «Первый президент во всем первый. Достижение в образовании в Якутии». Извиняюсь. По поручению президента нужно прорекламировать. Так, здравствуйте. Так, работает. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей Петров Сергей Несторович, я выпускник данного юридического, а ныне историк. Так, мой доклад «Первый президент во всем первый. Его достижения в образовании». Так, качество жизни в качестве образования. Были выпущены такие законы: закон об образовании, концепция обновления и развития национальной школы, закон о правах ребенка, президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия» обеспечили основу успешного развития системы образования в Республике Саха-Якутия. В последние десятилетия 20-го, начала 21 века эти документы с мощным правовым потенциалом и возможностью широкого практического применения определили сферу образования как стратегический общественный приоритет. В республике создаются уникальные условия по работе с одаренными детьми, открываются новые образовательные учреждения, такие как Высшая школа музыки, Республиканское хореографическое училище имени Аксинии и Натальи Посельницких, физико-математический форум «Ленский край» в селе Чапаево с уникальным условием для содействия роста одаренных личностей и поддержки таланта по многообразию типов и видов наименования образовательных учреждений: государственных, частных, авторских, ассоциированных, специальных. Республика объезжала большинство регионов России. В целях поддержки и развития школ нового типа, удовлетворения образовательных потребностей населения в республике, в качественном дифференцированном образовании указом президента РСЯ номер 60 от 3 марта 1997 году была создана сеть президентских школ. Для равного доступа к средствам образования была осуществлена всеобщая компьютеризация школы республики и обеспечен всеобщий бесплатный доступ к всемирной глобальной сети интернет во всех без исключения школах республики. Требования, которые ставит первый президент перед учительством: школа должна готовить юношей и девушек к поступлению в вуз. Он выставил свой критерий в оценке эффективности школьного образования. От 60 до 70% выпускников должны быть способными поступить в вуз. Перспектива 100%. И всеобщее высшее образование. На сегодняшний день это требование первого президента стало визитной карточкой престижа любой школы республики. Создание департамента по подготовке кадров в РФ, странах СНГ и за рубежом при правительстве Республики Саха-Якутия в 1995 году, установивший тесные дружеские и договорные соотношения с более чем 350 высшими учебными заведениями Центра России, стран ближнего и дальнего зарубежья, подтвердила своевременность и подготовила почву для адаптации выпускников школ для открытия себе за пределами своей родины. Так, ЕГУ, новые здания. Как было сказано, при Михаиле Ефимовиче было построено множество зданий, также он расширил ЕГУ, ныне СФУ. Были построены такие здания, как КФН, пединститут, общей площадью 200 тысяч квадратных метров, включая строительство плавательного бассейна «Долгун», спортивного стадиона манежем «Юность», открытие филиалов ЕГУ в городе Мирном и Нерюнгри. И более 10 высших учебных заведений, построено более 200 новых зданий школ. Для улучшения материальной базы специализированных учебных заведений были построены новые здания Вилюйского и Намского педагогических колледжей и Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта.
Сельская школа – предмет особого внимания и отеческой заботы первого президента. Хотя бы потому, что 70% образовательных школ в республике расположены именно в сельской местности. Республиканская программа «Сельская школа» – духовный центр преобразования села, является важнейшим элементом программы национального возрождения. Всемирная поддержка участников образовательных процесса – еще одно свидетельство возведения образования как абсолютной ценности общества. Так, в 1994 году золотым медалистам была выделена по 1 миллиону рублей и учащимся сельских школ через Саха-Били-банк. Открыты целевые счета по 100 тысяч рублей каждому. Учреждено поощрение учителям в размере 10 миллионов долларов, точнее рублей, для тех, кто защитил докторскую диссертацию. Аспиранты получали заработную плату по месту работы. Примечательно выступление первого президента на республиканском августовском совещании работников образования от 18 августа 1994 года, в котором Михаил Ефимович сказал, что республика поможет сельским учителям, открыв накопительные счета на приобретение или строительство жилья и сделав взнос до 5 миллионов рублей на каждого учителя, который пожелает построить дом для себя. А с 2002 года Михаил Ефимович вручает ежегодную именную стипендию «Сентия Венц» «Знанием победишь» учащимся студентам и учителям, проявившиеся выдающие способности учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности, педагогическим работникам, деятелям культуры и искусства за высший профессионализм. Так. Стратегия общенационального приоритета в области образования создает условия для консолидации усилий государства и общества. Большую роль оказали фонды создания указами первого президента фонд Баргары Возрождения, фонд будущих поколений, Международный фонд Дети Азии Саха. Эти фонды создали основу для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальных и психологический контекст их развития, сформировали эффективную организацию межведомственного воздействия в системе образования. В условиях современного состояния российского образования, когда президент и правительство РФ выступают с национальной инициативой, наша новая школа принимает новую программу РФ «Развитие образования на 2013-2020 год», утверждает федеральный закон об образовании в РФ. В республике Саха-Якутия был практически подготовлен эффективный правовой инструмент и сформированы основные принципы работы с детьми в новых условиях. Образование – абсолютная ценность общества, утверждает Михаил Ефимович. Он выдвигает новые проекты, представляет свое философское воззрение на использование разнообразных методов обучения к поиску совершенства разума и предлагает развитие образования строить на основе 5 китов – музыки, рисования, шахмат, изучения языков и занятием спорта. И вот его цитата: «Образование – это лучший способ самосохранения народа». Спасибо. Действительно очень интересный доклад. Спасибо большое. Так, просим выступить Бережной Сардании Юрьевне, студентке НПО Якутский колледж инновационных технологий, доклад на тему «Роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии образования Республики Саха-Якутия на примере города Якутска». Здравствуйте, меня зовут Бережнева Сардана, и тема моей презентации – это роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии образования Республики Саха-Якутия на примере города Якутска. Отношение к образованию. Михаил Ефимович всегда призывал обращать особое внимание на качество образования и нравственное воспитание подрастающего поколения, так как от этого зависит будущее Якутии. После укрепления экономики была поставлена следующая задача, а именно превращение Якутии в один из высокообразованных регионов России. Ведь он видел в образовании крепкий и надежный мост в светлое будущее нашей республики.
Нормативно-правовая основа. Закон об образовании 1992 года, концепция обновления развития национальной школы, закон о правах ребенка, президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия» обеспечили основу успешного развития системы образования Республики Саха-Якутия. Эти документы с мощным правовым потенциалом и возможностью широкого практического применения определили сферу образования как стратегический общенациональный приоритет. На основании указа о создании сети президентских школ Республики Саха-Якутия были созданы школы нового типа, лицеи, гимназии. Им дали уникальное право создавать модели авторских и экспериментальных школ в выборе учебного плана, учебников, учебных кружков и факультативов. Президентским школам предстояло стать точками роста в новой системе образования, а также стать центрами новых образовательных технологий. И сегодня мы также продолжаем сохранять заложенные традиции сети президентских школ, идеи Михаила Ефимовича Николаева как прорывных проектов в сфере образования, способствующих наращиванию интеллектуального потенциала будущих поколений. Поддержка участников образовательного процесса также является показателем того, насколько образование ценно в нашем регионе. Ведь поддержка учителей, учеников, студентов, преподавателей тоже значимый вклад в образование Республики Саха-Якутия. К этому относится выделение золотым медалистам по 1 миллиону рублей и открытие лицевых счетов по 100 тысяч рублей через Саха-Белибанк учащимся сельских школ, поощрение учителям в размере 10 миллионов рублей для тех, кто защитил докторскую диссертацию, и помощь Республике сельским учителям в открытии накопительных счетов на приобретение или строительство жилья с первым взносом до 5 миллионов рублей на каждого учителя, а также вручение ежегодной именной стипендии «Знанием победишь». Немаловажным этапом в развитии образования является всеобщая компьютеризация школ. Для равного доступа к средствам образования была осуществлена всеобщая компьютеризация школ республики и обеспечен всеобщий бесплатный доступ к всемирной глобальной сети интернет во всех без исключения школах республики. Также этот этап можно характеризовать как предвестник сегодняшней цифровизации. Создание департамента по подготовке кадров в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом при правительстве Республики Саха-Якутия в 1995 году, установившие тесные дружественные договорные отношения с более чем 350 высшими учебными заведениями Центра России, стран ближнего и дальнего зарубежья, подтвердила своевременность и подготовила почву для адаптации выпускников школ для открытия себя за пределами своей родины. Создание учебной логистики. К этому относится строительство новых объектов Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова, включая плавательный бассейн «Долгун», спортивный стадион с манежем «Юность», а также открытие филиалов в городах Мирном и Нерюнгри, открытие более 10 высших учебных заведений, постройка более 200 новых зданий школ и строительство новых зданий Вилюйского и Намского педагогических колледжей Черепчинского государственного института физкультуры и спорта. Стратегия общенационального приоритета в области образования создает условия для консолидации усилий государства и общества. Большую роль в этом оказали такие фонды, как фонд Варвары, фонд будущих поколений и Международный фонд «Дети Саха-Азия». Эти фонды стали основой для формирования их реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, психологический и социальный контекст их развития, а также сформировали эффективную организацию межведомственного взаимодействия в системе образования. Михаил Ефимович Николаев выдвигал новые проекты, представлял свое философское воззрение на использование разнообразных методов обучения к поиску совершенства разума и предлагал развитие образования строить на основе 5 китов: музыки, рисования, шахмат, изучения языков и занятия спортом. Так, 23 августа этого года была представлена единая площадка демонстрации образовательной концепции «5 китов образования», объединившие в себе такие проекты, как «Рисуем все», «Музыка для всех», «Шахматы детям», «Языки» и «Спорт». И в заключение хочется сказать, что образование действительно является важнейшим фактором, определяющим степень благосостояния нации, формирование качества всего общества, поскольку оно может способствовать разрешению проблем, возникающих в процессе реализации основных тенденций мирового развития. То есть образование является важным элементом формирования благоприятной социальной среды в нашем обществе и в целом развития региона. Я также согласна с цитатой Михаила Ефимовича о том, что образование – это абсолютная ценность общества. Спасибо за внимание.
Большое спасибо за выступление. Слово предоставляется магистранту первого курса юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Ильиной Анжелике Артемьевне. Тема доклада — вклад Михаила Ефимовича Николаева в восстановление международных отношений Республики Саха-Якутия. Так, добрый день, уважаемые участники и слушатели нашей студенческой дискуссионной площадки ProLife. Заранее прошу прощения за свой голос, немножко охрип. Но давайте начнем. У меня сегодня доклад, выступление на тему вклад Михаила Ефимовича Николаева в восстановление международных отношений Республики Саха-Якутия. Следующий слайд, пожалуйста. Так, в настоящее время роль Республики Саха-Якутия в развитии Российской Федерации и мира в целом, не вызывает сомнений. Республика демонстрирует рекордный рост во всех направлениях, в том числе и во внешнеэкономической политике. А ведь выход в Якутию во внешний мир начался всего 30 лет назад, однако всего этого не случилось бы, если работа внешней политики республики не началась вовремя. Якутия оказалась одним из самых передовых районов в нашей стране, ведь международная деятельность началась практически сразу же после падения, железного занавеса, и что в будущем открыло многочисленные возможности. Михаил Ефимович Николаев, первый президент республики, значительно способствовал развитию Якутии. Результаты его деятельности мы можем видеть и по сей день. Он использовал все данные природные и экономические ресурсы во благо республики, чему поспособствовал ее рывку в развитии. Благодаря этому наша республика Саха-Якутия сейчас успешно принимает участие в деятельности таких организаций мирового уровня, как ЮНЕСКО, допустим, например, ООН, ЮНИДО и международных организаций, также Арктический совет и другие. Регион постепенно узнает все больше людей, и это не может радовать. По всему миру отмечают традиционный якутский праздник летнего солнцестояния Исах, развиваются культурные, научные, образовательные, спортивные связи. Многие студенты и специалисты имеют возможность обучения и повышения квалификации за границей. И трудно представить, что буквально 30 лет назад картина была совсем иной и другой. А здесь что может быть? Идеи их последующей реализации деятельности Николаева привели Якутию на тот уровень развития, который мы имеем сейчас. Сам Михаил Ефимович Николаев, прослужив также в управлении республикой, говорил, что его побуждения формировались в течение долгого времени и непростым путем, но в итоге он пришел к выводам, которые стали основой всей последующей его деятельности. Он принимал необходимость повышения реального государственного статуса Якутской республики. Нужно наиболее эффективно развивать огромный потенциал Якутии, чтобы это развитие работало на рост благосостояния якутян. Безусловно, первым шагом в направлении установления международных отношений стало формирование Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия, и было подписано постановление правительства Якутии об утверждении представительства региона в Токио. Дальше. Торгово-экономические связи Якутии. По этому поводу хочу сказать, что важным событием в истории торгово-экономических связей Якутии стало подписание Федеративного договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Россией и субъектами Федерации. Было подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Латвией и Монголией. Ценность данных документов заключается в признании Республики Саха-Якутия как самостоятельного участника внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, что дает много возможностей в развитии данного региона. Рынками экспорта драгоценных камней, топлива, руды являются Бельгия, Индия, Китай. И следующий слайд. Спортивные игры «Дети Азии». Данную тему мы затронули, и данный вопрос, конечно же, он довольно актуальный. За последние 25 лет участниками игр стали тысячи юных спортсменов из более чем 30 стран Азии, которые впоследствии становились победителями, призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. В первых играх приняло участие 6 стран и 10 регионов. Также еще благодаря играм «Дети Азии», было сказано ранее, были возведены стадион Туймада, дворец спорта Лейбатур. На сегодняшний день наша республика сотрудничает со многими международными организациями, такие как ЮНЕСКО, Северный форум, Ассоциация региональных администраций стран с ЮНЕСКО, ООН по промышленному развитию.
И в заключение. Хочу сказать то, что первый президент республики смог развить международные отношения с нуля и вывести Якутию на мировую арену, где она не только заняла свое место, но и крепила ее. Михаил Ефимович был признан Кембриджским народным биографическим центром человеком тысячелетия. Стоит отметить, что в докладе про ООН по рейтингу развития человеческого потенциала среди регионов Российской Федерации Якутия благодаря именно Михаилу Ефимовичу Николаеву поднялась с 41 места в 1949 году до 8 места в 2001 году, что было признано как один из выдающихся положительных примеров регионального развития. Якутию теперь знают не только как богатый природными ресурсами регион, но и как стабильно развивающийся субъект. Михаил Ефимович Николаев является общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха. Его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анжелика Артемовна. Вы очень патриотичны, душевны и в целом раскрыли дорогу жизни Михаила Ефимовича Николаева. Следующий спикер – Чахов Сафрон Николаевич, студент 3-го курса юридического факультета СМФУ. Доклад на тему «Николаев Михаил Ефимович. Вклад республики в Саха-Якутия». Добрый вечер. Мой доклад не будет очень долгим. Тему доклада уже сказали. Михаил Ефимович Николаев – это выдающийся государственный, политический и общественный деятель Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Извините, внес большой вклад в развитие Якутии, предлагая и реализуя важные инициативы. В ходе съезда народных депутатов РСФСР 24 мая 1990 года Михаил Ефимович Николаев с трибуны Верховного Совета ЯССР предложил идею повышения политического статуса республики до уровня суверенного государства в составе Российской Федерации. Этот шаг нашел отражение в декларации, которая подтвердила самостоятельность республики в осуществлении государственной власти на своей территории. Закон о президенте Якутской Саха-ССР, принятый Верховным Советом Республики 16 октября 1991 года, открыл новую страницу в истории Якутии. Михаил Николаев не только участвовал в выборах президента республики, но и продолжил активную защиту интересов Якутии на федеральном уровне. И 11 декабря 1991 года указ президента Российской Федерации Ельцина о полномочиях Якутской Саха-ССР в распоряжении природными ресурсами республики призван был расширить экономическую самостоятельность Якутской Саха-ССР. 20 декабря 1991 года прошли первые в истории Якутии выборы высшего должностного лица суверенной республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. В результате Михаил Николаев был избран президентом Республики Саха-Якутия. 27 декабря 1991 года он принес клятву, вступив в должность и начал реализацию своей программы по развитию региона на основе эффективного использования природных ресурсов и научно-технического потенциала. В период сложных перемен и формирования новых политических реалий Михаил Ефимович Николаев взял на себя ответственность за будущее Якутии. Его инициативы по повышению политического статуса республики, воплощенные в Декларации о государственном суверенитете, отразились в стремлении к национальной самостоятельности и укреплению внутренней структуры региона. Принятие и включение в Конституцию Российской Федерации федеративного договора подчеркивает важность и значимость вклада Михаила Ефимовича Николаева в укрепление федерального устройства страны. Михаил Ефимович Николаев с мудростью и преданностью внес огромный вклад в формирование современной республики, оставляя нам в наследие в виде устойчивого субъекта федерации, сплоченного общества и стратегических планов для будущего. Его преданность и решительность сделали его истинным великим лидером, оставившим незабвенный след в истории Якутии. У меня все. Сейчас разрешите пригласить на выступление помощника первого президента, государственного советника Республики Саха-Якутия Николая Андреевича Бараныгина на тему освещения деятельности Михаила Ефимовича Николаева в блоге Никбара.
Добрый день, здравствуйте. Вот здесь девушка рассказала о создании представительства Республики Саха-Якутия в Японии. Вот, и я один из тех, кого в 1993 году по постановлению правительства Республики Саха-Якутия назначили заместителем представителя Республики Саха-Якутия в Японии. То есть я живой свидетель вот тех событий, о которых вы читаете доклады. Вот меня Михаил Ефимович в начале 1991 года порекомендовал на должность генерального директора Внешнеэкономической ассоциации Саха-Японского сотрудничества. Вот, и в 1991 году мы создали ассоциацию АСЯС. В 1992 году мы провели первую международную выставку здесь, в Якутске, «Японская промышленность», город Якутск, 1992. Вот в 1993 году мы создали представительство в Японии. Вот, и 7 лет я отработал в Японии, с 2000 года вернулся на родину. Вот, ну, это уже 23 года тому назад, да. Вот, и работал на различных должностях, и в последние 3 года я работал в аппарате государственного советника Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в должности референта. Вот, и можно сказать, что без ложной скромности я могу сказать, что я последний помощник Михаила Ефимовича, который проводил его в последний путь. Ну, презентация получилась? Ага, хорошо. Вот, и этот самый, я в 2009 году, когда работал в Алмаз-Агентбанке, меня вот молодые сотрудники научили пользоваться социальными сетями. Ага, то есть я, как человек среднего поколения, не умел. Они меня научили пользоваться там Фейсбуком, Инстаграмом, ВКонтакте, Одноклассниками. И вот я как бы везде зарегался, открыл аккаунты. Вот. И в 2013 году мой сын, которому было 7 лет тогда, да, он 2004 года рождения, научил меня, как пользоваться YouTube. Вот, и он открыл тогда свой этот самый канал в YouTube, начал публиковать посты, и меня тоже научил. Говорит, папа, так надо делать, так надо делать. Ну, как бы я, благодаря, скажем так, своему сыну Марату, научился пользоваться YouTube. Вот, и сейчас, ну, и с 2014 года вот, я публиковал посты в дневниках ЕКТРУ. Вот, самый такой популярный пост о Батагайском провале. Надеюсь, вы слышали, да, что у нас крупнейший такой провал, термокарстовый провал в мире, глубиной до 200 метров, длиной свыше 1,5 километров, находится в 15 километрах от поселка Батагай. Не знаете? И вот причина, да, вот этого термокарстового провала состоит в том, что в 50-е годы, когда там находился советский концлагерь, была построена дорога на месторождение вдоль речки Батагайки. И когда строили эту дорогу, задели вечную мерзлоту, открыли ее на солнце, и вот она растаяла до глубины 200 метров, вот за 70 лет. Поэтому вот хрупкость нашей природы. Да? И вот этот пост посмотрели около 40 тысяч человек вот, в дневниках ЕКТРУ. Вот, и где-то в 19-20 году я открыл свой личный сайт, блог, который, так, не мудрствуя лукаво, Николай Барамыгин же меня зовут. Да? Поэтому я сократил имя, фамилию, сделал ник Бара. Вот, сначала поставьте, вот, вот, который называется nickbara.ru. Вот, и сейчас, если коротко рассказать нынешнюю ситуацию, то блог nickbara.ru, вот я публикую посты, ну в день 1-2 поста, в среднем они набирают 1500 просмотров. Вчера вот я опубликовал 2 поста, они за первые сутки набрали более 3000 просмотров. Ага. Вот, и так же, как я уже сказал, вот сын меня научил YouTube. Я до сих пор продолжаю с 2013 года заниматься этим YouTube, 10 лет. У меня более 9000 подписчиков. Вот. И самый популярный ролик набрал около 136 тысяч просмотров.
Это вот, вы знаете, наверное, вот Хабиб и Макгрегор, да? Вот они этот бой без правил. Я смотрел во Владивостоке вот этот бой, и снял реакцию зрителей. Там очень экзальтированные русские женщины очень сильно визжали во время боя. А я как-то вечером сразу после просмотра смонтировал на телефоне, и у меня как-то так получилось, что русские женщины визжали после каждого захвата Хабиба. Поэтому у меня одно время 60% зрителей были молодые мужчины кавказского происхождения до 35 лет возраста. И они писали очень много комментов, что «Дальний Восток молодцы, Россия это хорошо». Такой был. Вот поэтому этот самый, такой самый популярный ролик. Вот, и также ВКонтакте у меня свыше 8000 подписчиков и свыше 4000 подписчиков в Инстаграме. Но насчет запрещенограмма и нехорошего бука я говорить не буду, но в буке я уже дошел до предела, до потолка своих контактов. Вот, и у меня Михаил Ефимович взял на работу, и я публиковал очень много постов о нем и продолжаю публиковать. Да? Следующий слайд. Так, следующий какой вот этот, да? Вот этот. Вот этот, да? Вот. Это не первый раз мы встречаемся с членами дискуссионного клуба ProLife. Вот в свое время тоже я принимал участие на заседании, рассказывал тоже насчет Михаила Ефимовича Николаева. Вот, и как вы уже отметили, Михаил Ефимович Николаев действительно является крупнейшим государственным деятелем Республики Саха-Якутия последнего времени. И тут надо отметить, что он является продолжателем плеяды крупнейших руководителей республики. Это основатели республики, потом Илья Егорович Винокуров, который во время войны спас якутский народ от вымирания, от голода. Вот, Черяев, Гаврил Иосифович, так, и Михаил Ефимович Николаев. То есть получается, что в 20 веке республике очень повезло, что у нас была такая яркая плеяда руководителей-патриотов. Вот я по просьбе депутатов Хангаласского улусного собрания прочитал доклад, на котором озвучивал только название учреждений, организаций, предприятий, которые создал Михаил Ефимович Николаев. И вот этот доклад, чисто перечисление, понимаете, занял 1:10 минут. То есть практически, да, вот все то, что нас окружает сегодня, оно было создано при прямом участии нашего первого президента. То есть практически весь вот правовой каркас, который существует в республике, он создан благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву. Вот Михаил Ефимович Николаев, он свои приезды, последние годы он жил в Москве, свои приезды в Якутске, он обязательно встречался со студентами СВФУ. Это вот кадры последней встречи вот Михаила Ефимовича Николаева 6 мая 2022 года. Эта фотография была напечатана на сайте университета, и вот я сделал пост о его встрече со студентами и использовал эту фотографию. Вот тут уже рассказали про 5 китов образования, молодцы. И вот это была выставка 23 августа, на котором были представлены вот все 5 китов образования Михаила Ефимовича Николаева. Вот, и я рекомендую, да, если у вас будет время, есть этот самый студия Күн Оголро, у них есть канал в YouTube, и там выложены 2 фильма про Михаила Ефимовича. Это «Я благодарен своему народу» и «Вторая республика». То есть вот, если у вас будет 2 часа времени, рекомендую посмотреть и послушать. Вот, но благодарен своему народу, это только Михаил Ефимович рассказывает, да, о своей жизни, а Вторая республика также и его соратники рассказывают о тех трудных днях начала 90-х годов, о которых вот рассказал
Александр Николаевич Ким Кимен, который также является ближайшим соратником Михаила Ефимовича Николаева. Вот, но здесь было упомянуто, что одним из крупнейших шагов Михаила Ефимовича было создание Министерства внешних связей. И вот эта фотография, мы сфотографировали с Михаилом Ефимовичем на 20-летии Министерства внешних связей в 2013 году. Так, все, да? Ага. Ну вот, в завершение я хотел бы сказать, что вот роль Михаила Ефимовича, его идеи, вот они находятся в ваших руках. То есть новое поколение, если вы воспримете Михаила Ефимовича, да, таким, каким он был, если вы воспримете его желания, да, и его идеи, я надеюсь, что и для республики, и для наших народов республики, особенно народа Саха, да, будет светлое будущее. Потому что, как вы видите, мировая ситуация достаточно сложная. 21 век оказался не таким безоблачным, как мы мечтали в 90-е годы. Вот. И в это время, в условиях развития искусственного интеллекта, четвертой промышленной революции, для того, чтобы победить вот этих роботов и искусственный интеллект и быть на гребне волны, вот требуется энергия молодежи и ваши знания, ваша образованность. И как говорил Михаил Ефимович, надо быть востребованным, ваша востребованность. Желаю вам удачи, успехов, счастья и здоровья. Спасибо за очень теплые слова. Благодарим вас за очень содержательное и прекрасное выступление. Прошу предоставить слово студенту 4-го курса юридического факультета СОФУ Капралову Петру Владимировичу. Тема доклада Михаил Ефимович Николаев «Ориентир для молодого поколения». Хочу вначале поприветствовать всех присутствующих, да, которые решили почтить память великого нашего лидера Михаила Ефимовича Николаева. Начать хочу, опять же, с того, что для меня Михаил Ефимович является глобальной личностью. Его интерес это прежде всего интерес граждан нашей республики. Его направления охватывают все области, а успехи сказывались на жизни каждого человека нашей республики. Именно поэтому достижение Михаила Ефимовича является достоянием нашей республики. И молодому поколению необходимо ориентироваться на его деятельности и брать пример с выдающегося человека. Молодежь – это двигатель прогресса, катализатор истории. Она меняет мир, строит, возводит целые государства. Также молодежь – это часть общества, которая отличается огромной мощью и бесконечным потенциалом. И именно поэтому работа с молодежью целенаправленная, комплексная и системная является залогом формирования и успешного функционирования любого общества. Молодежь – наше будущее. Поколение, которое придет на смену – это наш резерв во всех сферах жизни. Это наше завтра. От того, насколько мотивированной, целеустремленной, патриотичной, духовно и нравственно развитой, думающей и трудоспособной будет наша молодежь, зависит благосостояние нашего государства. В первую очередь Михаил Ефимович считал себя открытым человеком, и что смотреть людям необходимо в глаза и настойчиво идти в своем направлении и быть активистом с самых ранних лет. Он не делит понятия между активным гражданином и политиком. В нем всегда была активная оппозиция и партийная деятельность. Именно так он ответил, когда со стороны журналистов ему был задан вопрос: с какого момента вы начали считать себя политиком? И получается то, что Михаил Ефимович с детства занимался спортом, ведь не зря говорят, что спорт укрепляет характер и не дает сдаваться перед трудностями, что так необходимо в социальной сфере, где нужно отстаивать позицию, свою гражданскую позицию. Человек прагматичный с самого раннего детства готовил себя к результатам. Первонаперво необходимо рассказать о его самых значимых результатах, на которые нужно равняться. Просмотрев его труды, невзначай задумавшись о том, что именно рассказать из непрерывающегося круга достижений и успехов в политических и правовых вопросах.
Если рассматривать итоги деятельности первого президента республики с сегодняшних рубежей, то основополагающим является обретение новой государственности, в которой впервые реально осуществлено право народов республики на суверенное развитие. Еще будучи председателем Верховного Совета ЕССР, Михаил Ефимович выдвинул инициативу о создании государства, которое будет, получается, со своим устройством. И, условно говоря, возвести статус республики до уровня суверенного государства уже в составе Российской Федерации. В условиях постсоветского развития только в такой форме могли быть реализованы цели социально-экономического и культурного прогресса, обеспечения равноправия и равенства всех граждан республики, всех слоев и групп населения, кардинального повышения уровня жизни и свободного развития каждой нации, народности, национальных и этнических групп. С уверенностью можно констатировать, что благодаря целеустремленной деятельности Михаила Ефимовича и поддержки народа состоялось решение одной из основных стратегических задач – радикального изменения политического статуса республики. Создано новое образование Республика Саха-Якутия, государство субъект в составе Российской Федерации, которое призвано решать задачи строительства подлинно демократического общества на своей исторически сложившейся и конституционно закрепленной территории. Обретение новой государственности не могло остаться без обеспечения экономического состояния республики. Михаил Ефимович и его научная школа заложили основу для развития высшего юридического образования в Республике Саха-Якутия. Именно во время его руководства было образовано отделение правоведения, что и стало важным фактором становления юридической профессии в республике. Я думаю, что благодаря мудрости нашего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева именно 27 апреля 1992 года была принята Конституция, основной закон Якутской ССР. Важную роль в сохранении целостности России сыграл первый закон Якутской ССР. Важную роль в сохранении государственности Михаил Ефимович сыграл в первых рядах, став в марте 1992 года президентом Республики Саха-Якутия. В то же время он был инициатором федеративного договора. Когда страна стояла на грани распада, Якутия первая из республик Российской Федерации приняла свою конституцию, и уже по его примеру поступили и остальные субъекты Российской Федерации. Я считаю, что все наши достижения зависят от того, с кем мы встречаемся на своем жизненном пути. Ведь у каждого человека есть свой духовный образец, к которому стремится каждый. Коим был для Михаила Ефимовича Алексей Елисеевич Кулаковский. Он не раз в своих трудах утверждал, что именно Алексей Елисеевич произвел на него неизгладимое впечатление еще в юношеском возрасте, как именно настоящий лидер должен болеть за свой народ и добиваться того, чтобы граждане, живущие с ним в одной республике, жили именно в том комфорте, который они считают необходимым. Михаил Ефимович не зря утверждал о том, что люди, стоящие у истоков нашей истории, являются примером для подражания. Но о том, что люди, стоящие у истоков нашей истории, работая с ним, будут ориентироваться на его мировоззрение, что работу с ним будут воспринимать университетом в жизни, мне кажется, он о таком не подозревал. Ведь несмотря на свои достижения и положения, он оставался тем человеком, для которого самым главным его достижением будет это благодарность его народа. Мы всегда говорим и удивляемся, и восхищаемся, какой начитанный человек, но никто никогда не задумывается, что он сделал для этого. Всех интересует лишь результат и его вклад. Молодежи, прежде всего, надо знать историю своего народа и основоположников прошлых лет, без которых не было бы сегодняшних достижений. В 2009 году Михаил Ефимович написал книгу «Сотворение будущего». В ней он изложил свое видение будущего нашей молодежи, общества, наших представителей власти, как они должны работать. Именно человеколюбие должно присутствовать на всех этапах нашей жизни. Ведь человек рождается не только для себя, но и для того, чтобы делать добро людям. Как когда-то отметил Михаил Ефимович, к сожалению, это не в конкурсах, ни в подборе кадров, ни в олимпиадах нигде не учитывается. А учитывать можно то, как человек проявил себя в молодые годы по отношению к людям, в отношении самого себя. Под его руководством прошла модернизация всей экономики и социальной сферы. Получили мощное развитие алмаздобывающей, золотодобывающей, угледобывающей отрасли производства. Было построено большое количество социальных объектов для сферы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Именно эти достижения должны мотивировать молодежь. Завершить свое выступление хочется именно словами Михаила Ефимовича, которыми он считал догматами своей жизни. Сильным нужно быть, верить в себя и в свои силы, сказать самому себе: я могу, я сильный, я способен, я Саха. Верить в свои силы — это все видно в человеке. Это не написано на трибуне или плакате, внутри человека это.
Светлый человек в светлых помыслах его, и если решение человека зависит, судьба других людей, нельзя колебаться и бояться. Пьющий человек не сможет ничего. Нужно приглядывать друг за другом, осознавать себя, интересоваться своей культурой и самосознанием своего народа для будущих свершений. И я также выделил комментарии государственных деятелей, которые почтили память Михаила Ефимовича Николаева. Одним из первых был президент Чувашии Николай Васильевич Федоров. Он ответил, что всегда с особой теплотой вспоминаю наши встречи и беседы, совместную работу во благо России, добрая и светлая память выдающегося государственному деятелю, замечательному человеку навсегда сохранится в наших сердцах, подчеркнул первый президент Чувашской республики. Также Вячеслав Штыров выразил свои соболезнования, то, что Михаил Ефимович оставил яркий след в истории не только Республики Саха-Якутия, но и нашей великой родине, Российской Федерации. Здесь уже говорилось о том, что он сыграл огромную роль как глава субъекта в подписании федеративного договора. Он в это время был вице-президентом республики. В 1992 году мы впервые формировали бюджет в совершенно новых условиях, когда распался союзный центр, когда перераспределились полномочия. И я помню, как Михаил Ефимович говорил членам правительства о том, что надо заботиться не только о бюджете республики, не только о своих проблемах, но и честно выполнять свои обязательства перед федерацией, следить за тем, чтобы собирали федеральные налоги, чтобы мы участвовали и выполняли федеральные программы, что это принципиально важно для того, чтобы сохранить в тот период времени нашу Российскую Федерацию. Также Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, сказала следующие слова Михаила Ефимовича. Это личность, которая внесла огромный вклад в развитие Якутии. Михаил Ефимович стоял у истоков федеративного устройства Российской Федерации, стоял у истоков сильной России. Его команда подписывала федеративный договор о декларации о государственном суверенитете Якутской ССР. У меня все. Очень интересный доклад, как и сама презентация. Далее следующий докладчик на тему научно-творческие инициативы студентов Акики в рамках национального проекта Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех», студент Арктического государственного института культуры и искусств Баронов Аястан Александрович. Добрый вечер, уважаемые участники дискуссионной площадки. Меня зовут Баронов Аястан Александрович, студент 4-го курса кафедры искусствоведения АКИКИ по направлению музыкального и музыкально-прикладного искусства. Тема моего доклада – это научно-творческий бизнес-инкубатор Арктического государственного института в рамках национального проекта Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех». Михаил Ефимович Николаев – знаковое лицо истории культуры народа Саха. Его подвижнические созидательные идеи нашли воплощение в многих грандиозных культурных проектах, благодаря которым Республика Саха-Якутия стала примером подражания далеко за ее пределами. Он считал, что музыка это искусство, помогающее становлению личности человека и основа его уверенности, креативности, инновационной способности. И это фундамент, на котором строится гражданственность человека. Идеи не могут просто быть отображены в виде цифр и текстов. Они должны иметь и подсознательную составляющую, которую может дать только музыка. Михаил Ефимович Николаев является отцом, основателем нашего родного Арктического государственного института культуры и искусств. Как говорит ректор нашего института Светлана Семеновна Игнатьева, Михаил Ефимович, каждое решение, которое было глубоко продумано и рассматривалось с точки зрения его исторического значения своим указом, обозначил наступление нового этапа в развитии народа Севера. Институту предстояло найти пути не только сохранения, но и актуализации культурного наследия северных народов средствами искусства. А это большая государственная задача определила магистральную линию становления и развития АГИКИ. Сегодня наш институт направил вектор своего развития к достижению высокой цели, к мировому центру арктической культуры и искусства, образования и науки. Михаил Ефимович верил в нас, любил талантливую молодежь, верил, что у народа Севера появится Нобелевский лауреат, великие дипломаты, выдающиеся деятели искусств с мировым именем. Я такое якутское правило, Михаил Ефимович посвятил всю свою созидательную жизнь. Одним из крупнейших проектов Михаила Ефимовича Николаева в сфере культуры и искусства и образования является республиканский проект «Музыка для всех», который ныне приобрел статус национального проекта. Он получил старт 1 октября 2013 года, в день Международный день музыки.
Такое пристальное внимание Михаила Ефимовича к музыке не случайно. Давно известно, что занятие музыкой, способствуя усилению межполушарных связей мозга, благоприятно влияет на воспеваемость и обучаемость ребенка, также на интеллектуальное и креативное мышление. И наука выяснила, что при недостаточном развитии взаимосвязи между полушариями человеческого мозга появляются трудности в процессе обучения в школе. Но благодаря музыкальным занятиям у детей развивается усидчивость и улучшается восприятие информации. В своем выступлении на торжественном собрании мероприятия декады «Выбирая свободу и человека» Михаил Ефимович Николаев отметил: «Моим главным желанием было желание открыть людям новые возможности для реализации потенциала каждой личности. Меня всегда беспокоит не только уровень благословения и благосостояния нашего общества или конкретно человека, но и духовно-нравственное состояние». Цель и задача музыки для всех. И со дня старта проекта «Музыка для всех» в республике стал вопрос нехватки музыкальных кадров в детских садах и общеобразовательных школах. И наш институт активно включился в ее деятельность. В 2014 году при кафедре искусствоведения было открыто направление музыкознания и музыкально-прикладное искусство. Национальный проект «Музыка для всех» продолжает развиваться в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Следуя заветам нашего великого лидера, основной миссией молодежной политики нашего института является поддержка и развитие талантливых инициатив наших студентов. Наш девиз – это «Мы хотим улучшить жизнь на север к лучшему». Целью молодежной политики института является социальная и адаптационная поддержка обучающихся, развитие активности и проектной деятельности, патриотизма, увлечение студентов и позитивная повестка и трудоустройство выпускников. Войти в сферу преподавания и образования меня подтолкнуло открывшееся в АГИКе с 2021 года музыкально-творческое направление бизнес-инкубатора. В первую очередь бизнес-инкубатор привлекает к сотрудничеству самих студентов нашего института, что помогает реализовать и применить профессиональные навыки студентов. И в феврале 2022 года в нашем институте состоялся конкурс бизнес-проектов среди студентов нашего вуза, где мы вместе с Бурцевой Снежаной, со студенткой направления социально-культурной деятельности, получили грант в размере 150 тысяч рублей. Наш бизнес-план был нацелен на открытие музыкальной студии при АГИКе в рамках реализации проекта как раз «Музыка для всех». Так, по инициативе студентов в августе 2022 года открылась студия музыки и вокала, где будущие музыкальные педагоги ведутся занятия по основам игры на фортепиано, буквете, гитаре и вокалу. В нашей студии обучение проходит не только дети, но и люди всех возрастов. И следует отметить, что занятия музыкальных классов студии несколько отличаются от классических музыкальных уроков. И полный музыкальный курс, например, студии состоит из 12 занятий, где каждое занятие наполнено творческими заданиями, которые способствуют развитию воображения, исполнительских навыков, фантазии ученика, выработке уверенности в себе и в своих силах. На занятиях курсанты изучают, начиная от постановки рук и правил игры на музыкальном инструменте, знакомятся с элементарной теорией музыки, разучивают упражнения, разбирают музыкальные произведения. Также по проекту «Музыка для всех» следует отметить, в ноябре прошлого года в рамках проекта «Музыка для всех» в читальном зале «Моя библиотека» прошла музыкальная гостиная «Дети», проведенная совместно с всеми воспитанниками детской музыкальной школы и студентами нашей кафедры. Школьники познакомились с музыкальными инструментами, насладились живым исполнением. И таким образом, проект «Музыка для всех», инициированный первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым, стал одним из ключевых направлений, способствующих росту интереса к музыке и важнейшей роли и значения становления личности человека, развития его креативных и инновационных способностей. Спасибо за внимание. Спасибо большое за раскрытие сути научно-творческого бизнес-инкубатора студии музыки и вокала, а также обозначение вопроса по национальному проекту Михаила Ефимовича Николаева «Музыка для всех».
Мы приглашаем студентку 5-го курса Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Иванову Марию Геннадьевну с докладом на тему «Вклад и развитие медицины Республики Саха-Якутия» Михаила Ефимовича Николаева. Добрый вечер всем дискуссионной площадке, кто выступал, будет выступать и слушатели. Сегодня я вам хочу немного осветить тему именно медицины. Это вклад и развитие медицины Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Меня зовут Иванова Мария Геннадьевна, факультет педиатрии. Еще я являюсь председателем неврологии и психиатрии. Кружка. Развитие здравоохранения всегда занимало одно из главных мест в деятельности Михаила Николаева, который уделял большое внимание здоровью граждан, развитию республиканской медицины и продвижению здорового образа жизни. Первым указом, подписанным президентом Республики Саха-Якутия, является указ о первоочередных мерах по совершенствованию здравоохранения Республики Саха-Якутия от 13 января 1992 года. Мы знаем, что ежегодно в стационарном отделении медцентра лечится более 28 тысяч людей. В амбулаторных подразделениях выполняется около 400 тысяч посещений, проводится более 12 тысяч операций, и также принимается более 2000 родов, проводится более 3 миллионов исследований. Из всех категорий человеческих ценностей наиболее ценным является ваше здоровье. И самым большим вкладом, который Михаил Ефимович сделал в медицину, он построил республиканскую больницу номер 1, Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. 2 января 1992 года издано распоряжение президента Республики Саха-Якутия о строительстве Центра охраны материнства и детства в Якутске. 30 июля 1993 года указом президента Республики Саха-Якутия после объединения Якутской клинико-диагностического центра и Центра охраны материнства и детства был организован Национальный центр медицины. В сентябре 1997 года распахнула дверь детская поликлиника «Цамит». В 1998 году открылись еще 2 подразделения Национального центра медицины. Это клиника акушерства и гинекологии, перинатологии и педиатрический центр. Торжественное открытие Центра охраны материнства и детства в 1997 году. За очень короткий срок обеспечена доступность и улучшилось качество медицинского обслуживания. Была существенно укреплена материально-техническая база медицинской отрасли. Большое внимание уделялось также подготовке кадров, внедрению высоких технологий и телемедицины. Построен современный клинико-диагностический центр мирового уровня. Флагман медицины Республики Национальный центр с 5 лечебно-диагностическими центрами общей площадью 97 тысяч квадратных метров. Сразу с запуска Национальный центр медицины стал мощной силой развития медицины и медицинской науки. Уже через 8 лет наши специалисты стали проводить операции на открытом сердце, пересадку органов и делать экстракорбональное оплодотворение. Все за эти 20 лет были клинически обследованы на самом высоком технологическом уровне. Более 1 миллиона человек, около полумиллиона больных лечились и были успешно оперированы. Центр стал ресурсным центром развития медицины всей Республики Саха-Якутия. По всей республике распространился стандарт медицины, заданный Национальным центром. Большинство врачей республики прошли здесь обучение, но новые медицинские технологии прошли обкатку именно здесь. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Выступает магистрант 1-го курса Института математики и информатики Ласточкина Валерия Владиславовна. Тема доклада «Вклад Михаила Ефимовича Николаева в социальное развитие Республики Саха-Якутия». Добрый день, уважаемые слушатели дискуссионной площадки. Меня зовут Ласточкина Владиславовна, и я представлю вам свою презентацию под названием «Вклад Михаила Ефимовича Николаева в социальное развитие СИА».
В годы президентства Михаил Ефимович сделал ставку на развитие гражданского общества, и он обладал редким качеством поддерживать инициативы и чувствовать их жизнеспособность, то есть использовать государственные механизмы и превращать их в конкретные проекты и дела. А я скажу вам про основные изменения, которые повлияли на социальное развитие республики. Как уже отметили, первое и самое важное изменение – это принять декларацию о государственном суверенитете ЯССР. То есть это событие было очень важным для всего населения Якутии, потому что последствием провозглашения суверенитета стал переход предприятий именно под контроль местных властей. И, как уже отметили, Якутия стала первой из автономных регионов, которые провозгласили, что вся местная промышленность, то есть алмазная, золотодобывающая и газовая, приходит в собственность республики. Это важный шаг для определения социально-экономического отставания от других регионов и создания национально-государственного устройства и самоуправления народа. Первым указом президента были определены именно первоочередные меры по совершенству здравоохранения, как уже сказали. Развитие здравоохранения всегда занимало одно из главных мест в деятельности Михаила Ефимовича, и он уделял большое внимание здоровью граждан, за развитие республиканской медицины и продвижению именно защиты семьи. Так вы можете увидеть следующие указы, которые были сделаны за первые полгода президентства Михаила Ефимовича. Даже вот этот краткий перечень, он показывает, что он, наш президент, воздвиг на первое место именно заботу о людях, о том, что на трудном переходе к новому рынку он не оставит людей без своей поддержки. Вот, именно в целях поддержки и стремления населения активно участвовать в жизнеобеспечении и благосостоянии каждого жителя президент инициировал в 1999 году создание потребительского движения 2000 «Доброе дело» 2000 года, и который создал широкое распространение и поддержку населения. Вот. Энтузиазм жителей республики за один год помог создать 40 спортивных залов, 4 стадиона, построить 35 музеев, реконструировать, построить 38 школ. То есть эта бесперспективная инициатива была в первую очередь инициирована в Якутии, и потом через 15 лет она уже была закреплена в федеральном законе. В годы президентства Михаила Ефимовича возрождалась самобытная культура народа Саха. Национальный праздник ИСЭФ был признан государственным праздником народа Саха. И особый статус в качестве национального сокровища получили именно наш музыкальный инструмент хомоус, национальное таинство сохай, национальные виды спорта и национальный этос олонхал, который был включен в ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Также был учрежден День родного языка в качестве государственного праздника для укрепления именно уникальной самобытной культуры народов Якутии. Я еще хочу отметить, что вчера у нас отмечался День матери. Он отмечался в нашей стране впервые в Якутии. Потом в нашей стране он начал отмечаться только 2093 года. День отца, он празднуется только с 2021 года, но в Якутии он был установлен уже в 1999 году. Таким образом, в годы президента Михаила Ефимовича старались подчеркнуть именно большое государственное и общественное признание значимости обоих родителей в развитии института семьи и детства. Как уже все отмечали, отдельное внимание заслуживает именно сфера жилищного и капитального строительства, в то время как по всей России царила разруха, в Якутии активно возводились дома, производственные социальные объекты. И достаточно сказать, что по итогам 1993 года Якутия вышла на первое место в России по вводу жилья. Ну, вы можете увидеть самые значимые знаковые новостройки эпохи президентства. Это у нас медико-диагностический центр, центр охраны материнства и детства, здоровья, спорта, хореографическое училище Института СУФУ, студенческое общежитие на 2400 мест, также театр танца имени Сергея Зверева, государственный цирк Якутии. Он своим личным примером показал, что надо выйти из единообразного мышления и взять на себя смелость быть ответственным за свои дела и за свои поступки. И в этом главный урок для политиков всей Якутии. Вся политическая и общественная деятельность Михаила Ефимовича Николаева подтверждает мысль, что он за развитие институтов гражданского общества, и поэтому его проект «Саха»
Он имеет большое будущее и готов на долгую жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо за такое прекрасное выступление. И мы бы хотели предоставить слово студентке 5-го курса исторического факультета СУФУ Матвеевой Саяне Егоровне с такой темой доклада, как «Голос поколения. Оценка деятельности Михаила Ефимовича Николаева как первого президента Якутии». Добрый вечер, дорогие участники, гости и организаторы данной дискуссионной площадки ProLife в память о первом президенте Якутии Николаева Михаила Ефимовича. Как сказали ранее, моя тема посвящена голосу поколения, и сегодня мы поговорим об общей осведомленности молодежи о первом президенте республики. И для начала хотелось бы начать, конечно же, с исторического портрета Михаила Ефимовича. И вначале хочется сказать, что годы жизни государственного деятеля начинаются с 13 ноября 1937 года и скончался 4 августа 2023 года. Одной из главных заслуг Николаева является развитие образования и науки в регионе. Под его руководством было создано целое число новых учебных заведений, которые предлагают качественное образование и содействие профессионального развития молодежи. Благодаря этому Якутия стала одним из центров инновационных исследований, и также к его реформам можно перечислить и проведение индустриализации в Якутии. Он развивал крупные промышленные предприятия, способствуя развитию металлургии, горнодобывающей и химической промышленности в регионе. Именно благодаря его энергичной деятельности и усилиям Якутия смогла достичь высоких результатов в различных отраслях и занять уверенное положение среди других регионов России. Как историк, я могу сказать, что Михаил Ефимович оставил неизгладимый след в истории Якутии и продолжает быть авторитетным лидером и образцом для многих поколений. И также хотелось бы привести мнение современников о нашем первом президенте. Хочу ставить такую ремарку. Исторический портрет в основном делают по таким деятелям, и именно историческую оценку приводит спустя 100 лет. И поэтому я привела в основном мнение современников. И хочется, конечно же, начать с мнения современника, а именно Бориса Николаевича Ельцина. Он говорил о том, что сильные стороны заключаются в его масштабном подходе ко всем событиям и явлениям. Он мыслит не семиминутными категориями, а пытается разобраться в прошлом и, опираясь на это, представить себе развитие республики в контексте исторических событий и взаимосвязи со всем внешним миром. И, в свою очередь, Владимир Анатольевич Яковлев упомянул о том, что Михаил Ефимович человек принципиальный, придирчивый, в хорошем смысле этого слова, требовательный, глубоко знающий историю страны, республики, понимающий все нужды и проблемы общества. И человек с большой буквы, который любит свой народ и который понимает состояние дел в Российской Федерации. И исторический портрет я бы хотела закончить тем, что действительно Михаил Ефимович, он при том, что осваивал очень много отраслей, развивал многие виды не только в промышленности, но и оставил свой след в медицине, образовании, педагогике. И хочется сказать о том, что такой лидер должен быть удостоен памяти на многие века. И в контексте данной моей темы, докладной работы, но и лично была проведена маленькое социологическое исследование в формате анонимного анкетирования молодежи Якутии. И в нем приняло участие 27 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Также хочется ставить маленькую ремарку. Получается, я хотела бы это все ставить в диаграмме, но у меня нет презентации, и с вашего позволения хотелось бы результаты исследования провести в устной форме. И среди них, получается, респонденты от 14 до 18 лет составляют 37%, от 19 до 22 лет 37%, от 23 до 26 лет 22,5%, от 27 до 30 лет 2% и от 31 до 35 лет 1%.
В число моих вопросов в анкетирование входило: что вы знаете о Михаиле Ефимовиче, какие важные достижения Михаила Ефимовича вы можете назвать. И 91% респондентов назвал Михаила Ефимовича первым президентом, 4% назвали его как политика, а остальные 5% не знали. И хочется сказать о том, что именно вот эти вот 5% это респонденты в возрасте от 14 до 18 лет. Вот. И в основном респонденты от 19 до 35 лет, они очень много знают о нашем первом президенте. Вот, и выдвигали дополнительные факты, которые повлияли на события в нашей Якутии, и которые было очень интересно читать в результате моего исследования. Вот, и получается, среди важных достижений, которые они проводили, они выдвигали, они говорили о том, что его главное достижение – это вера в людей в него. В первую очередь он поднял республику и сделал огромный вклад в развитие экономики, медицины, образования, сельского хозяйства, и это малая часть его достижения. Вот. Также говорили о том, что реформа по якутскому образованию поднял политику Республики Саха-Якутия на высокий уровень среди российских регионов и наладил дипломатические отношения Якутии с Китаем и другими азиатскими странами. Вот. Построил медцентр, студгородок и провел Дети Азии. И получается, следующие мои вопросы, они были в формате тестового характера: верю, не верю, да, нет. Вот, и они в таком формате, получается, отвечали. И следующему вопросу, который я бы хотела перейти, это слышали ли вы о том, что Михаил Ефимович был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Якутии» за свои значительные достижения в развитии и популяризации национальной музыки? 85,2% респондентов говорили о том, что они не знали этого. И всего лишь 14,8% утверждали, что они знали этот факт. Вот. И получается, можно сделать вывод о том, что в основном деятели в сфере искусства и музыки знали его такое достижение. И следующий вопрос затрагивал о том, знали ли вы, что Михаил Ефимович разработал метод исследования геологических образований, позволивший более точно определить состав и структуру недр Якутии. 77,8% также не знали этот факт. И 18,5% знали этот факт. И 1% говорили о том, что они что-то об этом слышали. Вот. И, получается, в основном про этот факт знали студенты геолого-разведочных факультетов, горных институтов. Вот. И среди них также принимали участие в социологическом исследовании и сотрудники Алроса. Вот. И следующий вопрос. Правда ли то, что Николаев разработал уникальный метод лечения катаракты, который с успехом применяется врачами по всей Якутии? 63% ответили то, что это неправда, потому что можно сделать вывод о том, что многие знают его больше как политика, и они не знают о том, что у него первое образование как ветеринар. И 37% только сказали о том, что это правда. Вот. И 37% можно сказать, то, что это студенты медицинских институтов, медицинского колледжа. Вот. И следующий вопрос. Верите ли вы в то, что благодаря Николаеву в Якутии увеличился объем производства сельскохозяйственной продукции, а также повысилось качество и конкурентоспособность продукции? И 96,3% ответило то, что это верно. И всего лишь остальной процент сказали то, что это неправильно. Вот. Следующий вопрос также был: верите ли вы в то, что Николаев совершил более 1000 полетов в условиях арктического климата, выполняя различные задачи, связанные с перевозкой грузов и пассажиров, а также исследованием региона? И 81,5% респондента ответили то, что это верно. И всего лишь 18,5% ответили, что это неверно. Также были следующие вопросы о том, какими дополнительными фактами, достижениями Николаева они могут поделиться.
Вот. И, как говорилось ранее, школьники от 14 до 18 лет не знали, какими дополнительными фактами они могут располагать и какими дополнительными фактами о Николаеве они могут поделиться. Вот. Но в основном остальная возрастная категория, они приводили дополнительные факты того, что он внес неоценимый вклад в развитие высших учебных заведений. Вот. И также добытый в 2001 году алмаз назван в честь президента Николаева. Вот. И следующий факт, который назвали респонденты, о том, что он по знаку зодиака Скорпион. Вот. Также и последним вопросом, которым был в социологическом исследовании анонимного характера, кто для вас Михаил Ефимович Николаев? Многие респонденты ответили то, что он очень сильно повлиял на развитие региона, построил много важных зданий, принял много важных решений, реформ. Также они гордятся тем, что он наш первый настоящий президент. Вот. Также они говорят о том, что он внес неоценимый вклад в наш регион и добивался нашего суверенитета, развивал Якутию. И также благодаря ему мы начали развиваться во всех сферах и оценивают его труд на 100% из 100. Вот. Также многие респонденты говорят о том, что он великий человек, настоящий политик, настоящий первый президент. И то, что он отец народа Саха и пример для подражания и большая гордость нашего народа. Вот. И, получается, в результате данного социологического исследования можно сделать вывод о том, что мы должны популяризировать память Николаева среди молодой молодежи, а именно возрастной категории от 14 до 18 лет, и проводить какие-нибудь мероприятия, также дискуссионные площадки в школах, для того, чтобы наши, получается, будущее поколение знало о том, что у нас был такой человек. Вот. И в целом хочется сказать о том, что, конечно, хотелось бы больше таких же мероприятий, информационно-просветительских мероприятий среди студентов и среди учебных подразделений, потому что от себя я хотела бы сказать, что Николаев Михаил Ефимович можно с уверенностью назвать Ломоносовым своего времени, потому что его вклад, его деятельность, она затрагивала большой спектр направлений и отраслей, получается, нашего региона. И хотелось бы в заключение сказать о том, что Михаил Ефимович внес неоценимый вклад, и мы должны быть рады, что у нас есть такой первый президент. Ура! Всем большое спасибо! Спасибо большое за такой большой и длинный доклад. Очень было интересно расслушать. Приглашаем студентов НПУ Якутского колледжа инновационных технологий Заречанскую Марину и Киселева Станислава с темой доклада «Ключевые достижения Михаила Ефимовича Николаева в истории развития Республики Саха-Якутия». Всем здравствуйте! Мы затронем лишь основные моменты, так как регламент, к сожалению, не позволяет нам в полной мере раскрыть всех достижений Михаила Ефимовича в полной мере. Так, начнем. 3 апреля 1992 года председатель Конституционной комиссии президента Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев представил проект Конституции Республики Саха-Якутия депутатам Верховного Совета Республики. 27 апреля 1992 года принята Конституция Республики Саха-Якутия, создавшая правовую основу нового суверенного государства. В июне 1995 в целях развития и углубления конституционных основ взаимоотношений между республикой и Центром был подписан договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти Республики Саха-Якутия с 15 соглашениями в области экономики, бюджетной политики, международных и внешнеэкономических связей, обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов образования и культуры. Также хотелось бы выделить направленность деятельности по 3 основным направлениям. Это политико-правовая направленность, социально-экономическая и медицинская. Говоря о политико-правовой направленности, мы уже сказали, что 3 апреля 1990 года был представлен проект Конституции Республики Саха-Якутия. От себя бы я хотел сказать, что с 1990 по 2001 годы были сформированы основы новой государственности Республики Саха-Якутия. Данный период истории республики по масштабу и глубине произошедших перемен, объему и качеству проделанной созидательной работы, укреплению основ государственности по выбору стратегии развития республики не сравним ни с какими предыдущими периодами. Это время вошло в историю Якутии как время радикального обновления строительства новой демократической Якутии, укрепление статуса республики как одного из стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Касаемо социально-экономической направленности, нужно сказать, что в самые тяжелые годы президент республики Михаил Ефимович Николаев принял решение реконструировать старые предприятия города Якутска, находящиеся в то время в затруднительном положении. Это такие предприятия, как мебельная фабрика, швейный комбинат, кожевенно-обувной комбинат, деревообрабатывающая фабрика и другие производственные предприятия. Также были созданы новые рабочие места. Также необходимо отметить то, что в начале 90-х годов президент республики принял решение о создании независимого пенсионного фонда Российской Федерации. Так как в то время была большая неразбериха, Пенсионный фонд Российской Федерации постоянно задерживал пенсии из-за отсутствия денег, и были достаточно большие проблемы с налогами. Такое решение окончательно разрешило многие вопросы, и главное было отрегулировать своевременный сбор налогов и наладились выдачи пенсии день в день. За годы президентства Михаила Ефимовича Николаева бурными темпами развивался строительный сектор экономики. За 10 лет на бюджетные средства были построены и введены в эксплуатацию 5,5 миллионов квадратных метров жилья. Также Михаил Ефимович Николаев является основателем, инициатором и организатором проведения в Якутске международных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и патронат Международного олимпийского комитета. Также затрагивая медицинскую направленность, нужно сказать, что основа современной системы здравоохранения заложена благодаря реализации указов Михаила Ефимовича Николаева о реформе медицинского образования, о дополнительных мерах по развитию здравоохранения Республики Саха-Якутия, о создании единой государственной системы санитарно-эпидемиологического надзора на территории Республики Саха-Якутия, о мерах по совершенствованию организации системы здравоохранения, подготовке медицинских кадров и развития медицинской науки, о Департаменте фармации и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Также необходимо сказать и про то, что развитию образования способствуют такие законы, как Закон об образовании 1992 года, Концепция обновления и развития национальной школы 1993 года, Закон о правах ребенка 1994 года, Президентская программа «Дети Республики Саха-Якутия» 1994 года, обеспечили основу успешного развития системы образования Республики Саха-Якутия. И в последние десятилетия 20 и начале 21 века эти документы с мощным правовым потенциалом и возможностью широкого практического применения определили сферу образования как стратегический общенациональный приоритет. Хотелось бы отметить, что 6 марта 2017 года в республиканских газетах была опубликована статья Михаила Ефимовича Николаева «Новое развитие» и выведение перспектив развития республики в предстоящие годы. В данной статье указано, что в вопросах по внедрению производства научных достижений следует переходить от слов к делу, а также о значении повышения производительности труда и качества жизни населения, которое нам позволит ускорение научно-технического прогресса. Также хотелось бы отдельно выделить статью «Новое развитие» от 6 марта 2017 года, в которой Николаев обозначил важнейший приоритет на реализацию прав якутян на новое развитие. Михаил Ефимович Николаев изменил жизнь Республики Саха-Якутия и изменил в положительном направлении. Он сделал нашу республику такой, какой мы видим ее сегодня. И исходя из последних работ, можно сказать, что Михаил Ефимович задал планку развития для будущих изменений.
Несмотря на то, что сегодня его с нами нет, его идеи будут жить и помогать развиваться республике дальше. У нас все, спасибо. Спасибо большое за такое прекрасное выступление. Очень хорошо проанализировали законы и указы, изданные Михаилом Михайловичем Николаевым, и сделали свои выводы по итогам деятельности первого президента. Мы приглашаем выступить студента третьего курса юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Севастьянова Алексея. Тема доклада «Как Покровский благодаря Михаилу Николаеву построили здание роддома». Здравствуйте, многоуважаемые слушатели и все те, кто интересуется этой деятельностью, ну, те, кто сюда смогли подойти. Вижу, что многие уже устали и, видимо, уже хотят пойти домой. Ну, в этом нет ничего страшного, все хотят пойти домой. Но вообще моя тема, как Покровский благодаря Михаилу Николаевичу построили здание роддома. Ну, если тут, ну, давайте вот задам вопрос, есть ли тут те, кто родился в Покровске, либо хотя бы знает этот город? Очень замечательно. Как вы знаете, то, что акушерско-гинекологический комплекс БИФИК Хангалского ВУЗа был основан в 1998 году благодаря первому президенту Республики Саха-Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву. Комплекс был специально приспособлен для того, чтобы беременная женщина обследовалась, лечилась и рожала в одном месте. Раньше роддом находился в Максаголхе, то есть, представляете себе, нужно было проехать не меньше 2 часов для того, чтобы родить ребенка. На самом деле это довольно тяжелые условия. И из-за патовости ситуации, то, что времена у нас были тяжелые, 98 год, это начало нулевых России. И тому, благодаря поддержке президента Михаила Ефимовича Николаева, роддом был оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием, и к тому же работает высококвалифицированный персонал. Первый президент Республики Саха-Якутии Михаил Ефимович Николаевич – одна из самых выдающихся, талантливых и ярких личностей в истории Якутии. Его огромнейший даже вклад никогда не будет забыт и будет навеки упомянут у нас в наших докладах в истории Республики Саха-Якутии. Вклад его в развитие здравоохранения, образования, культуры, духовности и международного признания нашей республики. В свое время он сумел понять ту простую истину, что современная качественная медицина требует огромных финансовых затрат, которую может потянуть не каждое даже государство. И в бытности президентом он нашел возможность строительства республики современных медицинских центров, новых больниц и вузов, перейдя от декларирования заботы о здоровье народа к конкретным делам. То есть он не просто обещал на бумаге то, что да, я построю это здание когда-нибудь. Нет, он взял, действительно построил это здание, и в этом здании даже работала моя мама. Уверен, что она, может быть, даже многих видел, кто там родился в Покровске, молодое поколение уж тем более. И к тому же сегодня многие из нас поправляют свое здоровье в Национальном центре медицины, крупнейшем на Дальнем Востоке страны. А жители УЛУСа, благодаря инициативе Михаила Ефимовича, пользуются услугами современного акушерского гинекологического комплекса БИФИК. Призвано защищать самое святое – здоровье матери и, конечно же, самого ребенка. И за это Михаил Ефимович достоин уже самой большой человеческой благодарности. В этом же комплексе я бы подметил то, что существует несколько отделений, как женская консультация, то есть как основная задача обеспечения здоровья женщины для рождения здоровых и желанных детей. Все-таки, как мы знаем, то, что дети – это цветы будущего и лицо нашей нации. И, конечно же, можно выделить также благодаря содействию Михаила Ефимовича кабинет планирования семьи. Чтобы вообще не обижать и мужскую часть наших слушателей и населения, планирование семьи допускается также и мужчина. То есть не только женщина может, будущая мать, подойти, но и также и мужской коллектив. Очень даже хорошо. Работа кабинета планируется семья как консультативного, просветительного органа женской консультации. Благодаря вообще такому отделению намного уменьшилось количество матерей, которые рождают детей довольно в раннем возрасте, и уменьшилось, конечно же, количество абортов. Конечно же, особое внимание уделяется также и группам социального риска, то есть ведется у них и отдельный учет, проводится профилактика по ЗППП и СПИДа, то есть это таких венерических заболеваний, которые очень сильно имеют довольно опасные последствия. И, конечно же, как и половое воспитание школьников и молодежи, также немаловажная часть работы. И к тому же, с введением 2007 года акушерского гинекологического комплекса кабинет планирования семьи стал центром психологической подготовки семьи к рождению ребенка. Как мы знаем, то, что раньше, перед тем, даже сейчас я могу подметить то, что перед тем, как родить ребенка, никто не проводит ни психологических обследований, никто не консультирует семью. То есть в буквальном смысле молодая семья сейчас отпускается на свободное плавание. Уверен, что у многих из нас в будущем будут дети, а может быть и нет. Что ж, это право каждого.
Ну, может, у кого-то уже тут есть дети, ну, на себя не указываю, конечно. И к тому же можно уделить также и то, что вообще благодаря содействию нашего президента, который, ну, мы будем все еще помнить и навсегда вспомним даже наши будущие поколения, как и наши дети, внуки, правнуки, и в дальнейшем. Его вклад очень сильно оценен, как и в довольно больших масштабах, как участие в международных конференциях, но также и в численных. Ну, казалось бы, что роддом – это роддом. Ну, типа, для нас это, наверное, уже кажется что-то обычное, обыденное, то, что так должно быть всегда. Но на самом деле это в нулевых годах. Вот в Хангалском УСе, когда это здание было построено, для нас это был, ну, скажем так, даже праздник, я бы сказал. Ну, многие люди даже помогали строить это здание не за никакого вознаграждения, а просто добровольно. Даже мой отец приходил и помогал заложить первые камни, первый фундамент и первый бетон на строительство этого здания. То есть, как минимум, Покровск навеки запомнит действия Михаила Ефимовича, в том, что он помог нам строить такое важное и все-таки особенно полезное здание. На этом у меня все. Спасибо большое за очень четко обозначенные достижения Михаила Ефимовича Николаева. Прошу предоставить слово студентам Якутского колледжа инновационных технологий Еремину Дмитрию Андреевичу, Звягиной Екатерине Алексеевне с темой доклада «Вклад Михаила Ефимовича Николаева в развитие экономики Республики Саха-Якутия». Приветствуем всех. Так, мы сегодня поговорим про вклад Михаила Ефимовича Николаева в развитие экономики Республики Саха-Якутия. Главные усилия нашего проекта направлены на изучение роли первого президента Республики Саха-Якутия в одной из сфер общественной жизни, а именно экономическая сфера. Так, трудно переоценить вклад Михаила Ефимовича в социально-экономическое развитие Якутии. На рубеже веков в республике произошли крупные перемены, которые коренным образом повлияли на судьбы ее народа. В экономическом плане республика, в которой все трудности и перекосы переходного периода проявляются более выпукло и болезненно из-за удаленности от транспортных артерий, которые позволяют нам экономически расти и процветать, а также из-за десятилетиями внедрения сырьевой направленности ее экономики. Переступили порог столетий с достаточно крепким хозяйством, сохранив свой производственный потенциал и кадровые ресурсы, с четкими планами и мощными заделами на будущее. Все эти заслуги нашего первого президента Республики Саха-Якутия. Целью данной работы является проведение исследования развития экономики во время первого президента Республики Саха-Якутия. Объектом исследования является первый президент Республики Саха-Якутия, ну и предметом исследования выступают особенности развития экономики на территории Якутии. Окунемся немного в историю России. Согласно официальному сайту Саха-Сире сказано, что датой вхождения Якутии в состав России принято считать 1632 год, когда енисейский казачий сотник Петр Бекетов основал на правом берегу реки Лены, примерно в 70 километров современного Якутска. В 1638 году был образован самостоятельный Якутский уезд с непосредственным подчинением Сибирскому приказу, позднее преобразовательный в Якутскую провинцию, это 1775 год, и Якутскую область 1784 год, Иркутской губернии 1643 год. Город Ленский острог был перенесен на левый берег и стал называться Якутским. Тут же задается вопрос, а когда Якутск стал субъектом Российской Федерации? Вопрос так же прост, как и ответ. Все началось с гражданской войны, мы возьмем ориентировочно с 1918 год по 1923 год, которая шла поэтапно. Первый этап это был 18 год, впервые попытки установления советской власти в Якутской области. Второй этап это 19 по 20 года, большевистское восстание в Якутске и распространение советской власти в Якутии. Третий этап 21 по 22 года между красными с одной стороны и якутскими повстанцами и белогвардейцами с другой.
Четвертый этап, который мы затронули последним, это 22 год и по 23 год. Между властями Якутской ССР и пепелявцами. Это тоже белогвардейцы. По этим этапам заметно, как в 18 году Якутск был областью, а в 22 стал ЯССР. Отсюда мы ведем отчет нашей государственности, которая по сей день существует. 27 апреля – День образования Республики Саха-Якутия. 27 апреля 1922 года постановлением Президиума ЦИК РСФСР была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, ЯССР. С этого дня мы ведем отчет нашей государственности, а через 70 лет, то есть 4 апреля 1992 года, была принята Верховным Советом Конституция Республики Саха-Якутия. Разумеется, мы собрались все здесь не для обсуждения самой истории Республики Саха-Якутия. Мы здесь для дискуссии такой личности, как Михаил Ефимович Николаев, о первом президенте РСЯ, избранный 20 декабря 1991 года, получив 76,7% голосов избирателей. Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года, село Актемцы, Орджоникидский район, советский и российский государственный и политический деятель. Государственный советчик Республики Саха-Якутия с 17 июня 2010 по 15 декабря 2011 и с 31 декабря 2016 года. Его должности: председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР 1989 по 1990, председатель Верховного Совета Якутской АССР Якутской ССР 1990 по 1991, первый президент Республики Саха-Якутия 1991 по 2002, председатель правительства Республики Саха-Якутия 1992 по 1993, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представитель от исполнительной власти Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 2002 по 2010 года, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 6-го созыва 2011 по 2016 года. Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания Омского государственного ветеринарного института в качестве ветеринарного врача в Жиганском районе. Затем перешел на комсомольскую работу, первый секретарь Жиганского района комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола. 28 января 2002 года назначен председателем в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от правительства Республики Саха-Якутия. Избран заместителем правителя Совета Федерации в феврале 2007 года. Президент Республики Саха-Якутия Штыров вновь назначил Михаила Ефимовича Николаева представителем правительства Республики Саха-Якутия в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 6-го созыва от Единой России, член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Решением главы Республики Егора Борисова от 31 декабря Михаил Николаев в связи с истечением полномочий депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации назначен государственным советником Республики Саха-Якутия. Также являлся руководителем ряда общественных организаций, президент Международного общественного движения «Восточное измерение», президент Национального общественного комитета «Российская семья». Так, здесь начнем достижение первого президента РСЯ в области экономики. За десятилетие президентского управления Михаил Ефимович Николаев позволил добиться общепризнанных результатов в плане социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. В официальном докладе программы развития Организации Объединенных Наций
по рейтингу развития человеческого потенциала среди регионов Российской Федерации Якутия поднялась с 41 места в 1991 года на 8 место в 2001 году, что было признано одним из выдающихся положительным примером регионального развития. Только вдумайтесь, Михаил Ефимович улучшил человеческий потенциал Республики Саха-Якутия всего за весь лет, что для государства в развитии какой-либо сферы является мельчайшим сроком. Также Михаил Ефимович поставил перед собой цель, выражая в следующем тексте. Главной целью в своем внутреннем развитии мы ставим создание общества, в котором на деле было бы обеспечено благосостояние всех людей, всех народов, проживающих в республике. Глава «Алмаз-Золото» успешно укрепила советско-алмазно-бриллиантовый комплекс, но такое укрепление организационное и идеологическое могло существовать только в условиях СССР, по сути являющихся унитарным государством. Амбиции региональных элит советских союзных и тем более автономных республик никогда не распространялись. Секунду. И соответствующие добывающие предприятия, находящиеся на их территории. Это была вотчина союзных министерств. Развал СССР принципиально изменил ситуацию, и якутский фактор стал играть существенную роль в дальнейшей эволюции российского, следовательно, и мирового алмазного бизнеса. Еще в 1989 году группой входящих в ближнее окружение председателя Президиума ВРС ЯССР Михаила Николаева была разработана концепция самоуправления и самофинансирования ЯССР. В этом документе содержались доказательства самодостаточности экономики Якутии, базирующие на анализ баланса экспорта, импорта минерального сырья, рассчитанного по мировым ценам. Тезисы этой концепции были более чем спорны. Документ носил скорее характер политической декларации, а не экономической программы. Но вокруг идеи концепции стараниями Михаила Николаева началась быстрая кристаллизация кадров, и не означает, что данный документ был полностью втянут в политические программы, нежели экономические. В день подписания указа президента России о полномочиях Якутской Саха-Республики в распоряжении природными ресурсами республики 11 декабря 1991 года Михаил Николаев вручил в Кремле этот алмаз Борису Ельцину по версии журнала «Алмаз и золото России». Само провидание подсказало президенту Северной Якутии подарить этот алмаз российскому президенту. Якутия получила право распоряжаться на паритетных с федеральным правительством условиях добытыми алмазами. Данный подарок утвердил и закрепил, что указ президента России о полномочиях Якутской Саха-Республики в распоряжении природными ресурсами республики нужен нам. Став президентом Республики Саха, Михаил Ефимович Николаев провел огромную работу по переводу экономики Якутии на рыночные отношения. Создание республиканской алмазной бриллиантовой золотодобывающей Алроса. Вот здесь можно наглядно заметить, как Алроса обнаружила самый крупный в России цветной алмаз. И здесь также можно сказать, что Алроса — это российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Дата основания 19 февраля 1992 года. Алроса добывает 95% всех алмазов России. Также здесь вот изображена сама карта России. И если говорить, что охват добычи алмазов было 95% по всей России, то это, грубо говоря, 5%, это вот где-то вот здесь, наверное, все, что по общей территории не добывалось, если так можно в общей сумме сказать. Также комитет по драгоценным металлам и камням есть еще разрабатывалось с 1992 года. Есть еще Нижняя Ленская 1994, Саха-Золото 1995 года,
Куранакская золотодобывающая компания 1996 года, Золото Нерингри 1996 года, Институт и проблем нефти и газа 1999, это Саханефтегаз. Завершение строительства железнодорожной ветки Беркакит-Алдан-Томот, железные дороги Якутии. В стратегии развития республики предусматривались, что алмазная промышленность и топливно-энергетический комплекс должны стать локомотивом экономики республики в 21 веке. В 90-е годы в республике массово строились алмазогранильные заводы по производству ювелирных изделий. Всего в сельской местности работало 28 гранильных заводов. Начался разлив бутилированной питьевой воды. Получили бурное развитие совершенно новых технологий по фэшн-индустрии, пошива традиционной национальной праздничной одежды, косторезное дело и другие виды самобытных декоративных ремесел. В городе Нерингри на производственных мощностях началась сборка корейских автомашин, предметов быта, пылесосов, утюгов и так далее, ювелирный или сахай-ювелир. Эти действия позволили осуществить в республике крупномасштабные социальные и экономические проекты, направленные на повышение качества жизни якутян. Были созданы национальная авиакомпания «Саха-Авиа» 2 февраля 1993 года, ОАО «Саха-Авиалинии» 18 июля 1997 года, АК «Железные дороги» Якутии 1 августа 1995 года, Агентство дорожной службы Якутии 11 августа 2000 года, ГУ Саха-Телеком 9 ноября 1994 года, что способствовало отправлять к нам воздушным путем поставки сырья с Центральной России. На селе начали строить малые промышленные предприятия. Это комбикормовые заводы, а именно в городе Покровск, селе Фактагай, селе Нанцы, селе Качекацы. В последующем планировали построить такие заводы для производства комбикормов для своих нужд в каждом крупном районном центре. В годы реформы на селе широко применялись кредиты и лизинговые системы, то есть товарное и микрокредитование. Микрокредитование. Получила развитие семейная экономика. Насчет семейной экономики Михаил Ефимович высказал следующее. Основой для развития республики является семья. Если семья работает, получает доход, обеспечена всем необходимым, еще и сама что-то производит, республика процветает. Развитие семейной экономики – это требование времени. Только в 1999 году по 2000 годы население в виде товарного кредита было распределено около 1,1 миллиона голов гусей, кур и уток, 400 тысяч голов свиней, 100 тысяч голов крупного рогатого скота и лошадей, более 5000 тракторов, автомобилей и единиц по переработке продукции сельского хозяйства. Были созданы базовые хозяйства по производству зерна и кормов, племенного дела и семеноводства. За годы президентства Михаил Ефимович Николаев бурными темпами развивал строительный сектор экономики. За 10 лет на бюджетные средства были построены и введены в эксплуатацию 5,5 миллиона квадратных метров жилья. В заключение мы... тут же... Медали и звания, орден славы и чести первой степени 2022 года во внимание к помощи Русской Православной Церкви в поддержке Якутской епархии и в связи с 85-летием со дня рождения, орден за заслуги перед Отечеством второй степени, орден за заслуги перед Отечеством третьей степени, орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, медаль в память тысячелетия Казани, медаль за доблестный труд в столетие со дня рождения Ленина, медаль за строительство Байкало-Амурской магистрали и орден Полярная звезда. Это, конечно, не все медали и звания, которые мы взяли, но самые основные мы вам уже показали.
В заключение, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод. Михаил Ефимович является одним из выдающихся президентов того времени. Его договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РСЯ с 15 соглашениями в области экономики, бюджетной политики, международных и внешнеэкономических связей, обеспечения занятости населения и регулирования миграционных процессов, образования, культуры и так далее, был сохранен уровень производства в базовых отраслях экономики, горно-обогатительных комбинатах, алмаза, золота и угледобывающей отрасли, а также транспорты, строительство, связи, газовой и нефтяной промышленности. На основе этого договора в последующие годы стали возможны создание новых производств, прежде всего перерабатывающие профиля. Взят ориентир на развитие экспортного производства и создание развитого внутреннего рынка товаров и услуг. Республика впервые в ее истории получила реальную возможность, опираясь на собственные ресурсы, самостоятельно решать вопросы экономики, организации, системы республиканских и местных органов власти и управления, проводить действительную политику в социальной, духовной и международной сфере. Михаил Ефимович не только оставил нам развитую экономическую республику с ее доминирующим охватом по добыче алмазов, золота, угля из большой территории лесов, но также показал, каким может быть и должен быть президент для своего государства, чему мы признательны. За свое правление в роли президента Российской Федерации Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович сказал следующие слова. Именно в 21 веке Республика Саха-Якутия во всей полноте раскроет свой неисчерпаемый потенциал, природный, экономический, человеческий, всенародный, явит миру истинный смысл народной мудрости Саха. Там, где поселился человек, земля становится богаче и красивее. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такой интересный доклад. Приглашаем преподавателя колледжа технологий и управления АГАТУ Драгунова Айхаву Николаевича с докладом «Развитие образования как фактор государства Республики Саха-Якутия». Уважаемые коллеги, дорогие студенты, включите микрофон, пожалуйста. Мы прослушали очень интересные доклады. Так отрадно, что студенты глубоко и всесторонне раскрыли вклад нашего первого президента Якутии в развитие республики, осветили этапы его жизненного пути как человека, гражданина и государственного деятеля. Мое выступление на тему развития образования как фактор государственности Республики Саха – это мой субъективный взгляд. Я бы хотел поделиться своими личными переживаниями как студент, как ныне преподаватель, ну просто житель республики. Несомненно, что тема развития образования и фактор государственности республики, она является изучаемой, ею занимаются солидные научные организации, она отражена в текущей политике государственных органов республики, о ней разъясняют известные общественные деятели, ну а я свой личные отношения хотел бы вам немного рассказать. Да? Когда мы были студентами нашего университета, Якутского университета, ныне СВФУ, у нас была встреча с Михаилом Ефимовичем. Это было предвыборное время. Он приходил к нам в общежитие. Я вот жил в 12 корпусе. Ну, такое старое здание, можно сказать, обветшавшее уже к тем временам. И он проводил с нами встречу и разъяснял нам, да, мы тогда были молодые, конечно, неопытные. Он нам объяснял, да, какое будет значение иметь вот, участие наших молодых избирателей, скажем, да, в этом политической жизни республики.
И буквально вот прямо как на пальцах объяснял, что это отразится и на нашем университете, на его развитии, ну и на нашей в конечной, так сказать, учебе и дальнейшей работе, да, если мы сможем закончить свою специальность. И действительно, эти 90-е годы, это было 90-е годы, тогда президент Николаев смог многого добиться. Было заключено, как уже здесь упоминали наши уважаемые студенты-исследователи, очень хорошо подготовились. Были заключены экономическое соглашение с правительством Российской Федерации. И впервые республика получила доступ к своим природным ресурсам, которые смогли использовать в том числе и на развитие образования. Вот здесь хорошо были слайды показаны, да, сколько было построено в университете, новые такие современные, ультрасовременные по тем временам здания, стадионы, бассейны, ну, то, что раньше казалось как бы несбыточным, да, для нашего такого далекого региона. И, соответственно, я тогда запомнил одну такую мысль, которую вот наш Михаил Ефимович говорил на той встрече. Он нам говорил, что надо думать глобально, а действовать локально. И действительно, да, когда я уже стал сам специалистом, я уже часто эту мысль вспоминал и думал, вот действительно мы же так далеко живем, на периферии, можно сказать, да, и при этом у нас образование развивается, наша молодежь очень эрудирована, да, буквально если сравнить, я ездил в другие регионы, там встречался в других учебных заведениях, в центральных вузах, да, в Сибири, ну вот наши студенты, они гораздо больше знают про них, чем жители центральных регионов про нас, да, то есть как бы мы действительно думаем глобально. Вот в этом Михаил Ефимович, конечно, очень хорошо угадал, да, такую тенденцию, определил ее. И действительно сам, как уже осветили его путь Михаила Ефимовича, он сам выходец из глубинки, из небольшой деревни, смог получить, ну по тем временам это, конечно, редкость была, он учился в Омске, закончил успешно институт, и достиг высоких постов, еще будучи, значит, в правительстве Якутской ССР, он возглавлял Министерство сельского хозяйства. Ну и дальше уже, когда начались такие глобальные перемены, перестройку на рубеже 90-х годов, да, он возглавил нашу республику. Да. И при этом надо отметить, я как представитель, как преподаватель арктического нашего агротехнологического университета, лично отмечаю, ну и все, многие могут отметить, да, что Михаил Ефимович большое внимание, когда он был нашим первым руководителем и в последующем всегда уделял развитию агропромышленного комплекса в целом, да, не только как просто производство, но и также подготовку кадров. И вот на примере нашего учебного заведения, вот сегодня наши студенты здесь присутствуют, мы прошли тоже определенный путь развития. Когда-то это был просто сельхозфакультет, потом, значит, преобразовался, поднялся статус у нас, да, до высшего учебного заведения Якутская сельскохозяйственная академия. Вот и уважаемый Александр Николаевич тоже там преподавал много, даже участвовал в открытии новых специальностей. Ну, таким образом наша база расширялась. И Михаил Ефимович, он часто посещал наш вуз, такой небольшой, но значимый. И на его родине, в Актемцах, успешно действует филиал АГАТУ. Агрошколы, тоже инициатива была Михаила Ефимовича. Ну, тут уже отмечалось, и я тоже хочу это подтвердить, что Михаил Ефимович всегда уделял большое внимание молодому поколению. Встречался со школьниками, со студентами. И при этом он, как всегда, был в тренде. Он обсуждал с ними всякие передовые тенденции и в мировой экономике, и во внешней политике, и в науке. Можно сказать, что Михаил Николаев, он был визионером. Например, он задумывался еще вот, когда это было, может быть, только начиналось, да, он задумался о таких вещах, как постиндустриальное общество, значит, изменения в климате, что с этим связано, да. У него были публикации такие очень интересные. И, разумеется, в образовательной сфере тоже происходило много инноваций. И
после того, как он уже оставил руководство. То есть другие руководители республики продолжили это его важное начинание. Вот, например, у нас в колледже, он называется колледж технологии и управления АГАТУ, очень популярная специальность информационные системы и программирование. Большой туда набор идет, и ребята на базе 9 классов 4 года там проходят обучение на профессию программиста. Очень даже хорошо выступают на различных соревнованиях, конкурсах, да, и дипломные проекты представляют, какие-то программы современные. Также много исследований проводится в области вот климатических изменений, как это влияет на наш регион. У нас же меняются и почвы, и гидроресурсы, и лесное хозяйство тоже это сильно затрагивает. Таким образом, я хочу как бы подвести итог, сделать вывод, что Михаил Николаев справедливо видел в развитии образовательной сферы, подготовки современных специалистов, залог укрепления государственности республики. И глядя на вас, слушая ваши выступления, я тоже присоединяюсь к его мнению, что с образованным, продвинутым молодым поколением будет достигнуто устойчивое развитие в масштабах всей нашей страны. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое за ваши теплые слова и прекрасные фотографии. Сейчас приглашаем на выступление магистрантов второго курса юридического факультета Иванова Сергея Михайловича по теме Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха-Якутия и его роль в становлении и развитии студенчества. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Николаевич. Вот Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент Республики Саха-Якутия. Он видный государственный, политический и общественный деятель Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Его личность и имя входят в когорты известных региональных лидеров России, внесших большой личный вклад в дело сохранения единства Российской Федерации, строительства федеративного государства на основе конституционно договорных отношений в период становления суверенного российского государства. Я сразу перейду ко второй части, потому что для меня, ребята рассказывали, практически все. Михаил Ефимович Николаев, часть вторая, о ЮГУ, на НИСУФУ. Михаил Ефимович Николаев, он является инициатором и лидером Северного форума, авторитетной международной организации, которая объединяет приполярные и арктические государства и северные территории России, Европы и Америки. Николай Михаил Ефимович приложил немало усилий и внимания для развития высшей школы республики, понимая, что укрепление экономической самостоятельности, государственности республики, духовное возрождение народа возможно только через поднятие его образовательного уровня и профессионализма. Образование в республике признано приоритетной государственной задачей. Якутский государственный университет при содействии Михаила Ефимовича Николаева стал крупнейшим вузом на северо-востоке страны, интеллектуальным центром научно-педагогической деятельности, который занимает видное место среди вузов Российской Федерации. Указом президента Республики Саха-Якутия от 6 февраля 1993 года ЮГУ придан статус головного вуза республики, ответственного за организацию и качество подготовки специалистов при непосредственном участии самого Михаила Ефимовича Николаева. Существенно расширились материально-техническая база ЮГУ, то есть были введены в эксплуатации учебные корпуса медицинского, финансового, экономического институтов и корпус факультетов естественных наук. Также было построено здание технического института, реконструирован студенческий стадион «Юность», легкоатлетический манеж и плавательный бассейн «Долгун». А также были построены здания ЮГУ,
городах вот Нерюнгри и Мирный, и студенческий вот жилой комплекс на 1500 вот мест и здание 2 институтов. А также вот были построены корпус КГФ, лечебно-профилактический комплекс, общежитие для студентов и сотрудников вот университета. И таким вот образом хотелось бы сказать и отметить, что Михаил вот Ефимович Николаев является для нас всех, для молодежи и для всего вот якутского народа примером для подражания и образцом служения народу. Он для нас как отец, который по-своему вот мудр, умен, пользуется огромным авторитетом и признанием не только вот в нашей вот родной республике Саха-Якутии и в Российской Федерации, но и за ее вот пределами. Все его вот любят, уважают и помнят как настоящего лидера, честного, справедливого и, самое главное, трудолюбивого человека, который всегда думал о своем вот родном народе и родной вот республике. И однажды вот Михаил вот Ефимович сказал такие слова. Эти убеждения сформировались в течение многих десятилетий в процессе вот раздумий, сомнений, поиска, обсуждений с друзьями, коллегами. Я пришел к выводам, которые стали основной всей моей последующей деятельности. Во-первых, это осознание необходимости повышения вот реального государственного статуса Якутской Республики. Во-вторых, только на этой вот основе можно добиться настоящего экономической самостоятельности вот нашей республики. И в-третьих, именно вот на основе достижения государственной, политической и экономической самостоятельности вот можно наиболее эффективно развивать огромный потенциал Якутии, чтобы это вот развитие работало на рост благосостояния вот якутян. И в конце еще хотелось бы сказать спасибо вот нашему многоуважаемому Александру Николаевичу Кимкимен за то, что он ежегодно проводит круглый стол, тем самым он дает дань уважения и чтит память нашего первого президента Республики Саха-Якутии, духовного лидера, наставника и вообще великого человека. Мне на этом все, спасибо. Спасибо за такие теплые слова. Сейчас мы можем перейти к вопросам по сегодняшней теме дискуссионной площади, а именно про роль Михаила Ефимовича Николаева в развитии Республики Саха-Якутии. А мы завершаем наше очередное заседание студенческой дискуссионной площадки. Благодарим всех, кто выступал сегодня. Уважайте историю, любите Родину. Подождите, пожалуйста, минутку, будет вручение. И заключительное слово предоставляется координатору СДП «Пролайф», доктору юридических наук, профессору, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессору юридического факультета Александру Николаевичу Кимкимяну. Дорогие друзья, во-первых, благодарю за долготерпение. У нас был некий такой большой политический марафон, но я думаю, что дела и имя Михаила Ефимовича Николаева заслуживают того, чтобы мы действительно сегодня в рамках нашей дискуссионной площадки проговорили те вопросы, те цели и задачи, которые он перед собой ставил, и те результаты, которых он добился вместе со своей командой, вместе со своими единомышленниками. Николай Андреевич, вам большое спасибо за то, что вы сегодня представили его команду в том числе. Ну и, конечно, я хочу отметить, что сегодняшние доклады, они были разноплановыми, и, как Айхал Николаевич Драгунов сказал, они были очень интересными и глубоко содержательными. Поэтому давайте мы похлопаем всем нашим докладчикам. И я хотел бы в торжественной обстановке вручить сертификаты. И я думаю, что ваши аплодисменты будут той наградой, которую они действительно заслуживают. Петров Сергей Нестерович. Бережнева Сардана. Здесь она. Молодец. Спасибо за твой доклад. Дальнейших успехов.
Так, дальше Ирина, Анжелика. Ну, я должен сказать, что она не только доклад сегодня читала, она вообще вот работала по организации сегодняшней дискуссионной площадки, ночами не спала, волновалась, иногда получала от меня замечания, но все выдержала. Спасибо. Спасибо. Так, Николай Андреевич, мы вас тоже хотим поблагодарить. Давайте громко. Он не только в YouTube выставляет посты, он в совершенстве владеет английским и японским языками. Можете с ним поговорить, у кого есть время. Так, Капралов Петр Владимирович, очень замечательный доклад. Капралов, он является победителем многократным, причем различных всероссийских научно-практических конференций. Пожелаем ему дальнейших успехов. Так. Ну, очень хороший доклад был Боронова Аястана, Арктический государственный институт культуры. Светлана Семеновна, привет. Так, Иванова Мария Геннадьевна, студентка. Я сегодня понял, что люди в белых халатах не только режут, но еще умеют выступать. Здорово отразили, спасибо вам большое. Я этому Станиславу Николаевичу ваш доклад представлю, как вы умело. Так, Тимофеева Саяна, исторический факультет. Но я бы хотел получить материалы, вы их скрываете, но я думаю, что оно должно стать достоянием гласности. Очень интересные выводы. Спасибо большое. Так, Ласточкина Валерия. Хотя на институте математики учится, но разбирается в политических тонкостях. Спасибо. Молодец. Дворчанская Марина и Киселев Станислав. Здесь они. Очень замечательно, и я хотел бы сказать, у вас такое хорошее чувство времени было. Молодцы. Такой интересный доклад. Людмиле Николаевне скажу, похвалю вас. Да. Ну, ведущий наш Севастьянов Алексей. Давайте поаплодируем. Так. Ирюмин Дмитрий, Изрядина Екатерина. Но я думаю, что они очень долго работали над этим докладом, поэтому ни одной буквы не пропустили. Так. Спасибо, ребята. Ну, я думаю, вы сами обогатились от этого доклада. Много новых терминов узнали. Да? Спасибо. Давайте поблагодарим Айхала Николаевича Драгунова. Респект вам. Бесхарули. Так, Сергей Михайлович, а тебя кто смотрит? Вот, Низам смотрит. Так, дорогие друзья, я вот хотел бы, значит, призвать вас и поблагодарить ту команду, которая сегодня вот работала над подготовкой этого заседания.
Во-вторых, вот у нас есть общая идея, и надеюсь, что вы его поддержите. Вот у нас студенческая дискуссионная площадка работает с 2018 года под названием ProLife. Ну, будем говорить образно, мы все про жизнь знаем, да? Мы студенты, но мы готовы к тому, чтобы прийти в эту жизнь как специалисты и сделать очень много нового, полезного и так далее. Но к нам пришла мысль в связи с тем, что мы очень любим, уважаем, ценим вклад Михаила Ефимовича Николаева. И у нас есть предложение на ваше рассмотрение переименовать нашу студенческую дискуссионную площадку, дать ей новое название. И это название звучит следующим образом. «Будь первым». Вы согласны с этим? Студенческая дискуссионная площадка «Будь первым», чтобы вы всегда были первыми, по примеру нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И я вот вручаю сейчас сертификат Снежане Самсоновой. И вот смотрите, ребята, Юрий Иванович Семенов, это руководитель Николаев-центра, передал нам вот эту замечательную книгу. И у нашей дискуссионной площадки должна быть своя библиотека. Вы согласны с этим? И вот Снежана, она будет хранительницей этой библиотеки. Все студенты смогут воспользоваться этими книгами. Так. Вот смотрите, еще какие книги передали. Вот 3 тома работ Михаила Ефимовича, ключевые решения в мечте моего народа и создавая будущее. Это тоже нашу библиотеку. Также вот труды нашего профессора Дмитрия Николаевича Миронова. Ну, я свою книгу тоже сюда, значит, тоже передам. И я хочу отметить, что на самом деле вот наша дискуссионная площадка будет проводить свою работу в более таком режиме плотном, да, как мы договорились. Что у нас будет в декабре? Андрей, можешь сказать или Снежана? Можно? 30-летие Конституции. Так, что? Хотел сказать, что 30-летие Конституции. Да, вот смотрите, ребята, 30-летие Конституции Российской Федерации мы хотим провести 11 декабря, да? Но мы обещаем вам, что, значит, количество докладов будет чуть меньше, да? Ну, чтобы люди не уставали, чтобы мы могли в течение 1,5-2 часов рассмотреть этот вопрос, и мы постараемся, чтобы эти докладчики были, ну, такие фигуры заметные, известные, в том числе народные депутаты, члены правительства, да, ну и сами студенты, конечно. Мы заранее определим, и я думаю, что данная работа для нас всех будет полезна. Я вот сегодня сидел, писал, и для себя я очень многое взял нового. У меня столько много идей, поэтому вам всем большое спасибо.